Иншаллах, бисмилля, мы э, начинаем. В общем, тема нашего сегодняшнего эфира и этого собрания, как мы анонсировали, это единство мусульман Кавказа. Как я ранее говорил, я в несколько этапов разбил данный эфир, чтобы э, присутствовала еще и интерактивная часть этого эфира. Чем она важна? Я постараюсь вкратце это объяснить. Важна тем, что слушатели, э, чтобы не было такого ощущения, что мы, несколько человек, собрались, обсудили между собой, ну и разошлись, как часто это бывает, чтобы народ тоже поучаствовал, поэтому концовка и конечная, заключительная часть эфира будет, иншаллах, интерактивной. Я представлю нашим слушателям, да и не только, приглашенных наших дорогих братьев, а, гостей, не знаю, как это сказать. В общем, я не начну я, иншаллах, с джамаата Нисо. Нисо джамаат у нас представляют Абу Зайд Нисо, Ансар Нисо и Абу Халид Варандо. Теперь в качестве историков мы пригласили Муслима СС, он тоже здесь, да, и Абдулла Шамиля. Джамаат Кин представляют Ансар Гархо под ником Палай комитет и Абдулла Иги. Мухаммад Тариф, но он будет позже, как я понял. Теперь по части социологии и политологии мы пригласили Абакара Абакарова. Он также является админом канала «Утро Дагестана». А я вкратце опишу нашу тему. То, что мы будем сегодня обсуждать, это единство мусульман Кавказа. Вопрос, которым должен задаваться каждый мусульманин, я так считаю, не только Кавказа, но и мира. Особенно в сложившихся условиях сегодняшнего Кавказа. Для нас очень важно объединиться как мусульмане, то есть другой точки опоры у нас нету. Как бы мы ни говорили иное, других точек опор у нас, к сожалению, нету. Точнее, к счастью. Точнее, к счастью, да. Мне параллельно занят, я отвлекаюсь. Далее мы, иншаллах, постараемся раскрыть весь потенциал единства кавказских мусульман, то есть мусульман с Кавказа, путем вопросов, адресованных участникам, ответ на которых, иншаллах, мы надеемся, будет лаконичным, содержательным и полезным для нас, для всех. Также мы постараемся, иншаллах, показать пагубность и разрушительный анабиоз нашей разобщенности как умма, как некая умма, которая находится на территории Кавказа. Почему мы говорим сейчас только лишь про Кавказ, и не говорим про мусульман мира? Это не потому, что мы как-то себя отделяем или превозносим как умму или как мусульман Кавказа над другими. Это абсолютно неверно. Сейчас, на данный момент, мы можем сделать только лишь то, что в наших силах. А в наших силах это понимание менталитета кавказца, понимание. В общем, мы говорим на одном языке с кавказскими мусульманами. И важно донести до каждого мусульманина, не только для нас, а для каждого мусульманина Кавказа, что наша разобщенность вредит и пагубна для нас. И, иншаллах, мы начнем с вопросов. Вопросы буду задавать я. Как я ранее сказал, я их разбил на 4-5 блоков, последний из которых будет интерактивный. То есть это будет вам задавать вопросы. Но это не значит, что спикер не может задавать там вопрос другому спикеру. И начну я, иншаллах, с Абу Халида Варандо. Абу Халид, ты здесь, брат? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Да, брат, слушаю. Джазакаллах хайран. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Добро пожаловать, Абу Халид. Я очень рад, что ты пришел, что у тебя получилось. В общем, первый вопрос состоит из двух частей. Звучит он примерно так. Как исламское учение на протяжении веков укрепляло единство среди мусульман? И если есть пример, то какие наиболее важные аспекты ты бы выделил из этих примеров? То есть чему мы должны
стремиться как кавказцы. Субханаллах, мне звонят. К чему мы должны стремиться как кавказцы, учитывая наш менталитет и прочие сложности быта. Бисмилля, Мухаммад, пардон. Если ты не понял, я могу повторить. Понял я, баракаллаху фик. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Я постараюсь коротко сказать, чтобы мой разговор не был длинным. Что касается единства верующих людей и единства в общем мусульман, как мы знаем, наша религия, она с самых первых дней призывает к этому, с самых первых дней создания государства нашим пророком, алейхиссалату вассалям. То есть одно из первых дел, которое пророк, алейхиссалату вассалям, сделал, это братство. Братство между двумя племенами, которые жили в Медине. То есть мы знаем, что пророк, алейхиссалату вассалям, переехал в Медину, то есть как убежище, да, или как плацдарм, он нашел место, и до тех пор, пока он это место не находил, то есть положение мусульман было примерно такое, как сегодня. То есть до мединский период был примерно такой, как сегодня. Да? Вот, конкретного места нет точки опоры, и конкретного то есть места скопления нет для мусульман. Есть какие-то убежища временные и так далее. И первое, что пророк, алейхиссалату вассалям, сделал, это братство между мухаджирами и ансарами, между Аусом и Хазраджем. То есть Аус и Хазрадж это два коренных племени, которые жили в Медине. И как мы знаем, как мы все знаем, историки передают, что вот эти два племени, они были, то есть одного рода, то есть одного происхождения, то есть они живут в одном месте, да, в Медине. И тем не менее, как сегодня примерно можно сказать, как чеченцы и ингуши примерно, да. То есть у них один язык, одни основы, одни адаты, все одно, арабы и так далее. Но тем не менее они могли ужиться именно в этой местности. И передается, что они могли из-за одной коровы, как в Сирии передается, из-за одной коровы, которая там пересекла границы огорода другого племени, могли там ссориться целыми десятилетиями. То есть и перебивать друг друга, не то что ссориться. И вот это решение, то есть именно вот это напряжение, которое стояло между двумя этими племенами, только ислам смог это решить. То есть с приходом пророка, алейхиссалату вассалям, эта проблема была решена. И Всевышний Аллах в Коране упоминает именно вот эту милость, которую Всевышний Аллах оказал этим людям. «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафарраку». Всевышний Аллах призывает верующих, чтобы они зацепились за веру Всевышнего Аллаха и не разделялись. То есть вера Всевышнего Аллаха — это «ля иляха илляллах», как мы знаем, то есть это единобожие, то есть собираться вокруг религии, вокруг основ религии и к тому, к чему призывает эта религия. «Ва ла тафарраку». И не разделяйтесь, говорит Всевышний Аллах. И он напоминает им: «Вазкуру ни'маталлахи алейкум, из кунтум а'даан фа'аллафа байна кулубикум». То есть напоминай им вот эту милость, которую Всевышний Аллах вам оказал тогда, когда вы были врагами, фа'аллафа байна кулубикум. И он как бы внес любовь в ваши сердца между друг другом, то есть друг к другу, да, фаасбахтум би ни'матихи ихвана. И этой милостью, который Всевышний Аллах спустил к вам, вы оказались братьями, то есть братьями по вере и братьями по месту жительства. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. И вы же были на грани уничтожения, то есть на грани гибели, говорит Всевышний Аллах. فَانْقَذَكُم مِّنْهَا. И Всевышний Аллах спас вас. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. И вот эта милость, которую Всевышний Аллах оказал, вот это братство, да, или объединение, которое посредством ислама, прохода пророком было оказано этим людям, Всевышний Аллах это упомянул, то есть значимость этого поклонения или же вот этого единства Всевышний Аллах упомянул в Коране. Если это упомянуто в Коране, мы знаем, что это указывает на дополнительную важность, да, в нашей религии этому делу. Поэтому это является большой милостью.
И это невозможно сделать, кроме как религии. То есть мы должны понимать, что никогда ты, Всевышний Аллах в Коране и нашему пророку говорит, то есть «Лау анфакта ма фил арди джами'ан ма аллафта байна кулубихим». То есть если бы ты потратил все имущество на свете, чтобы объединить этих людей, сердца этих людей, ты бы не смог это сделать, говорит Всевышний Аллах в Коране. Поэтому это, то есть мы своими такими какими-то другими заслугами или же какими-то другими принципами или же какими-то другими основами мы не сможем вот это единство, достичь этого единства, кроме как исламом. То есть это невозможно сделать, кроме как религии. И однозначно, и в первую степень, то есть в первую очередь, вот этой основой в единстве должна стоять религия. То есть именно вот этим способом мы и сможем решить вот эту проблему. Если вы заметили, даже вот на уровне людей, да, например, обычных людей, когда люди, то есть понимают, например, в общем, возьмем чечен и ингушей, например, да, вот это самое актуальное сейчас. И чеченец, который понимает религию Всевышнего Аллаха, и ингуш, который понимает религию Всевышнего Аллаха должным образом, у них этих проблем не бывает. Вы же заметили это? То есть у них не бывает никакого национализма, никакой ненависти, никаких земель, которые оспариваются, ничего. То есть никаких вопросов не стоят именно между верующими. Эти вопросы всегда стоят между джахилями, то есть которые не опираются на религию Всевышнего Аллаха. И поэтому, то есть это даже на маленьком уровне показывает нам результат, да, результат полагания на религию, то есть опирания на религию. И человек, если он как бы человеком, если двигает религия, вот эти все вопросы, которые могут быть среди людей, это можно применить и на уровне Кавказа. То есть мы увидели на примере создания пророком, алейхиссалату государства и дальше. То есть там был Биляль, Эфиоп, там был Сухейб Руми, то есть римлянин, то есть там были курайшиты, там были персы. То есть это никак их не выделяло, не разделяло, то есть никакой ненависти не сеяло. И мы видим, то есть какой акцент тоже пророк, алейхиссалату дал этому. То есть первое, что он сделал на исправление вот этого положения, которое стояло там, он и сделал им среди них братство, которое, заметьте, братство первое, которое пророк, алейхиссалату сделал, это было то братство, которое приравнивалось к родному братству. То есть они были именно братья, которые были побратаны, они были именно как родные братья. Даже они унаследовали друг друга. Они то есть считались как настоящие родные братья. И это тоже ученые упоминают вот этот уровень, то есть именно вот этот метод, который был применен пророком, алейхиссалату вассалям, как основа, да, как основа, именно с чего нам надо начинать. И поэтому Всевышний Аллах в Коране говорит: «Вати'у Аллаха, вати'у Расуль», или «Вати'у Аллаха, вати'у Аллаха ва Расуляху, ва ла таназа'у, фатафшалу, ва тадхаба рихукум». Всевышний Аллах напоминает нам, он говорит, то есть как лечение, да, всему этому вопросу. «Вати'у Аллаха ва Расуляху», то есть в первую очередь надо подчиняться Всевышнему Аллаху и его посланнику. То есть это подчинение, это религия, да, поклонение. Мы поклоняемся Всевышнему Аллаху и подчиняемся приказам и запретам пророка, алейхиссалату вассалям. И дальше Всевышний Аллах говорит: «Валя таназау». «Валя тана», то есть не припирайтесь, то есть не ссорьтесь, не припирайтесь, не разделяйтесь. «Фатафшалю», говорит Всевышний Аллах. Если вы будете припираться, вы падете духом, то есть вы потеряете силу. Вот это хукум, то есть ваша сила пропадет, или некоторые муфассиры сказали, что ваше государство пропадет, то есть если вы будете припираться. И поэтому Всевышний Аллах в конце этого аята призывает нас «восбиру», то есть проявляйте терпение. То есть Всевышний Аллах указывает нам, что вот это поклонение, подчинение Всевышнему Аллаху и объединение, оно нуждается в терпении. То есть почему? Потому что это трудный путь. То есть одно из самых трудных поклонений, которые мы увидели сегодня, именно когда мусульмане слабые, это держаться вместе, держаться за один джамаат, объединяться друг с другом.
это очень трудное поклонение. Подчиняться очень трудное поклонение. То есть, когда ты на деле это видишь, это чувствуется. Когда человек держится за джамаат, и он должен подчиняться, это на самом деле поклонение, одно из нелегких поклонений. Поэтому Всевышний Аллах призывает людей «Васбиру» в конце этого аята, то есть проявляйте терпение. И пророк же, алейхиссаляту сам говорит, что вы увидите от своего, то есть вы увидите много чего, чем вы будете недовольны, и проявляйте терпение, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Поэтому «Васбиру инна Аллаха ма'ас-сабирин». Всевышний Аллах дает радостную весть тем людям, которые будут держаться за эту верь, держаться за объединение, за джамаат и подчиняться Всевышнему Аллаху посланнику. Он их радует тем, что он обещает им свою помощь. «Инна Аллаха ма'ас-сабирин», что Всевышний Аллах с теми, кто проявляет терпение. То есть, если ты хочешь, чтобы ты получил помощь Всевышнего Аллаха, ты должен вот этого придерживаться. То есть придерживаться подчинения Аллаху посланнику и придерживаться за братство, единство и объединение и подчинение. Кроме, то есть это самое главное лечение в этом вопросе, если коротко сказать, баракаллаху фикум. Ваджазакумуллаху хайран. Я пока закончил. Следующий вопрос тоже адресован Абу Халиду. Насколько важна роль религиозных лидеров в сохранении единства? Что сегодня делают местные имамы и религиозные организации для укрепления общины? Если ты знаешь, Абу Халид, бисмилля. Баракаллаху фик. Что касается религиозных, то есть вот это понимание, честно говоря, мне оно особо не нравится, религиозных деятелей. То есть, но как бы не было, мы понимаем, что, например, если по практике посмотреть, то, что делал пророк, алейхиссалату вассалам, он на такие важные роли, которые, то есть, могли, то есть людей, которые могли вокруг себя собрать, людей, да, призвать их к религии. То есть в основе он опирался на них. И когда он отправлял в какие-то новые точки, которые открывались во времена пророка, алейхиссалату, он именно отправлял таких людей, то есть религиозных деятелей, можно сказать, ученых, да, из сподвижников пророка. То есть ты замечаешь, в какую область он не отправил человека, он отправляет именно знающего человека. Не так, чтобы там он был, там, как у нас понимание, да, везде и всегда. То есть когда у нас, в общем, можно сказать, у муджахидов Кавказа было такое понимание, что вот там вот эмир военный какой-то, и у него там правая рука какой-то ученый, у которого он спрашивает, там, или как муфти, да, или он спрашивает свои там какие-то вопросы, темы. У пророка не так было. У пророка, алейхиссалату вассалям, то есть основа была в знающих, да, и этот знающий, он был и амиром, он был и руководителем, он был и локомотивом, да, движения. И в основе так должно быть. То есть это основа, да, что вот религиозные деятели, они должны заниматься общественными делами, они должны призывать людей. То есть мы знаем даже при выборе, например, руководителя мусульман, да, в общем, в этом руководителе все ученые ставят эти условия, да, что он должен быть обладателем знаний, то есть он не должен быть джахилем. И поэтому, то есть, очень важная роль возвращается к научным или же к религиозным деятелям. То есть они никак, мне кажется, вот этот в какой-то мере секуляризм, он зашел и среди студентов, да, вот, что вот, там они должны заниматься своими книгами или же там какими-то уроками, а там политикой будут заниматься какие-то другие люди. Нет, это не разделяется, это одно и то же. То есть если ты изучаешь религию Всевышнего Аллаха, как люди узнают, что джихад – это джихад? То есть если ты им не расскажешь. Как они узнают, чем руководствовался пророк, алейхиссалату вассалям, при установлении государства? То есть если ты им не расскажешь. То, соответственно, большая и самая, можно сказать, важная роль стоит на этом человеке, то есть или же на этих людях, да, которые изучают религию Всевышнего Аллаха. Но мы сегодня видим обратное. Мы видим, что они никуда не вмешиваются, они проблем не хотят, то есть они думают, что даже те, которые туда вмешиваются, они как-то уже связаны, там, не знаю, политикой и так далее. Поэтому вот это неправильное понимание сегодняшнее, да, и муджахидов, можно сказать, рядовых, что вот ученый, то он разбирается только
только в вопросах религии, и все, как бы он какой-то ботаник, да, он на другой не способен. И также студенты сами, или же вот эти требующие знания, или же ученые, можно сказать, если их можно назвать, они тоже, у них самих тоже понимание особо недалекое. Поэтому если наше, то есть наше единство, или же наше сопротивление, или же наше движение, как это сказать, можно любыми словами назвать, если оно не будет руководствоваться, то есть если у нее локомотивом не будут эти люди, и они не будут руководствоваться, отталкиваться от этих людей, у них они далеко не пойдут. И поэтому мы должны знать, что это основа. И если мы посмотрим на те отправки или же назначение пророка, алейхиссалату вассалям, большинство, то есть он мог отправить человека смелого, как Халида, например, да, военного человека, или же Усаму, он мог отправить на какое-то задание, да, военное задание. Но если вы заметите, он не будет отправлять людей или человека, который назначается на область. Например, как на Йемен, например. Он отправляет кого? Он отправляет Муаза. Муаз – это а'ляму наси биль халяли валь харам. Он сам, пророк, алейхиссалату, сам засвидетельствовал за него, что это самый знающий человек из всех сподвижников пророка насчет халяля и харама. То есть имеется в виду, он факих. Он знающий человек, то есть и знающий человек, можно сказать, среди сподвижников. Он отправляет Муаза и в поддержку ему Али, например, радийаллаху анху. Али, как пророк сказал алейхиссалату вассалям, это самый знающий человек в судействе, то есть как бы в суде, разбирающийся в суде. И, соответственно, то есть он на Йемен отправляет таких людей, и таких примеров немало. Поэтому мы должны знать, что основой в любом таком большом изменении должны стоять люди, обладающие знанием. И если таких людей не будет, у нас будут много проблем, да? Именно ошибок тоже много будет, и проблем много будет. И основа, то есть если она будет начинаться неправильно, она далеко она не уходит. И эти люди, они тоже, на них стоит глаз, да, например, они являются примером. И если они в этом, например, у нас тоже была одна из проблем, да, что студентов было мало во время сопротивления, да, например, именно в рядах муджахидов. И, соответственно, это как бы был каким-то своим минусом, да. И если там какие-то яркие личности, которые были, да, именно занимались призывом или же учились, если они были бы там как бы ход был бы совсем другим. Поэтому это очень важный аспект, над которым нам надо работать. Аллаху алям. То есть, Абу Халид, ты говоришь, что важно не быть каким-то условным алимом, обывателем. То есть нужно быть прямым носителем этой религии. Имеется в виду в примере пророка, алейхиссалату вассалям. То есть человек, который себя условно называет алимом, но при этом разобщает ту или иную общину, особенно у нас на Кавказе, особенно на вот этой грязной идеологии шовинизма. Эти люди, они пагубно влияют на нашу уму. Баракаллаху фик. Теперь третий, скорее всего, последний вопрос к тебе, брат. Звучит он так. Как шариат рассматривает вопрос единства мусульман? То есть как концепция шариата рассматривает единство мусульман? Какие принципы или нормы шариата способствуют этому единству? Баракаллаху фик. В основе своей, то есть, как мы сказали, шариат, он обязывает мусульман собираться вместе. И он не ставит никакие границы, никакие происхождения. То есть он призывает в общем, да, к объединению. И то есть у нас нет именно в плане объединения, если говорить, да, у нас нет ни земель, ни происхождения и так далее. У нас есть одно гражданство, это гражданство мусульманина, да, или ислама.
И поэтому, то есть нам ничего не мешает объединяться именно в религии. Наоборот, напротив, все вот эти аспекты закрываются, и ислам как бы становится выше всех этих аспектов, которые мешают объединиться. И это в любом аспекте можно это рассматривать, и, и ислам именно самых первых дней, и Всевышний Аллах в Коране очень много примеров приводит именно аналогию тех людей, которые разделились и начали как бы разобщаться, разделяться, уничтожились посредством этого разобщения. И Всевышний Аллах нас ولا تكونوا كالذين اختلفوا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين так, как этот аят был? ولا تكونوا كالذين اختلفوا من قبلكم. То есть не будьте подобны тем людям, которые разделились до вас. Не уподобляйтесь им, говорит Всевышний Аллах в Коране. Ну, в основном здесь имеется в виду евреи, потому что они, или иудеи, потому что это был их таким ярким признаком. И таких аятов, то есть где Всевышний Аллах приказывает нам объединиться и не разделяться, таких аятов несколько в Коране. И поэтому это такое важное, такое именно, бывает сконцентрированное внимание сделано именно этому аспекту в религии. Поэтому это является основой любого начинания. То есть единство – это основа любого начинания или изменения в нашей религии. Если мы не объединимся, если мы не будем как одно тело, как пророк алейхиссалату вассалям сказал, мы ничего не сможем достичь и никакого успеха нам не ждать. То есть в одиночку, и такой пример тоже, в одиночку, если бы кто-то на земле смог бы что-то сделать, это сделал бы наш пророк. То есть потому что он был поддерживаемым Всевышним Аллахом и ангелами. И мы знаем, что когда ему что-то делали, посягали на него, ангелы спускались и ждали приказа на уничтожение целого народа. Но тем не менее, пророк, алейхиссалату вассалям, то есть в одиночку не смог это сделать, и мы должны понимать, что если он не смог установить государство, установить правление, объединить, имеется в виду вот это большое изменение сделать, никто этого не сможет. И Всевышний Аллах дал это, показал нам на примере пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому мы должны тоже понимать, что в одиночку мы ничего не сможем сделать. Разделившись, там, не знаю, друг друга обсуждая и так далее, мы тоже ничего не сможем добиться. Мы только тратим время. Если мы этим занимаемся, мы только тратим время. Поэтому объединение еще раз объединение, потому что это основа любого изменения, как мы сказали. Валлаху алям. Баракаллах фик. Мы подошли к концу первого блока. И маленькую ремарку сделаем от себя. Почему мы начали именно через призму самого ислама на вопрос единства мусульман. То, как ислам кратко, бережно относится к вопросу единства мусульман. Насколько этот вопрос важен в самом быту мусульман. Теперь мы, переходя к исторической основе, к историческому контексту, иншаллах, побеспокоим братьев Муслима СС и Абдуллаха Шамиля. Вопрос будет задаваться один, но на этот вопрос мне бы хотелось, чтобы ответили оба наших брата, потому что муслим является, насколько я знаю, еще и кавказоведом. Шамиль, в свою очередь, нам известен как историк, и было бы интересно узнать мнение обоих спикеров, если это возможно. Первый вопрос к братьям звучит следующим образом. Очередность, иншаллах, наверное, выберите сами, я не буду в это лезть. Какие ключевые исторические моменты повлияли на формирование единства или, наоборот, разъединений среди мусульман Кавказа?
То есть когда вот этот вот пик величия, единства мусульман э, процветал на территории Кавказа, и когда был его спад некий такой, некая такая стагнация, мы признаем, что мусульмане в основе они едины, они неразделимы, как Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом, но при этом есть братья, которые так или иначе разделяются или идут на поводу тех, кто разделяет их. Бисмилля. Алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракату. Ну, пусть брат первый как бы выступит, скажет, потом я уже иншаллах. Абдулла, валейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Я хотел как раз тебе это сказать. Давай, ты первый, я за тобой. Ну, хайр. Алхамдулилля. Ассалату вассалам. Ну вот, хотел бы еще маленькую ремарку вставить, да, вот к тому, что говорил Абу Халид. Да, воздаст Аллах благом. Очень хорошо было сказано, я аж чуть-чуть так как бы вот старые хутбы вспомнил, которые раньше слышал в Дагестане. Алхамдулилля. И на самом деле для людей исламских убеждений вот не существует проблемы земли, не существует вот этой джахилийской гордости, там, родом, происхождением или чем-то еще помимо ислама. Просто ислама верующему хватает для гордости. Вот. И возьмите сегодня, например, ситуацию в Дагестане. Да, вот брат говорил про Чечню и Ингушетию. Как-то вот я вот вспомнил недавнюю ситуацию в Дагестане, когда люди, вот убеждения которых ну, как бы ограничиваются вот, местечковыми интересами, тарикатами, там, чем-то еще помимо ислама, вот принципов исламского братства, готовы там нападать друг на друга, спорят, они как бы спорят как бы за истину. И все мы понимаем, что за этими спорами кроется непримиримость, вызванная прежде всего меркантильными интересами. Вот так. Потому что ну, ни для кого не секрет, что дагестанский муфтият как бы вот уже так основательно оброс вот этими сетевыми торговыми магазинами там и так далее, многое чем, и рестораны, и все прочее. То есть вот претензии на аскетизм, который обычно как бы свойственны так называемым суфиям, да, они как бы вот уже как бы вот получили определенную цену. Вот так. Что касается ответа на вопрос, то значит, первый, что приходит на ум, так это то, что кавказские народы, ну я как бы возьму до Кавказской войны вот этот период, да, что вот века совместного проживания свободных людей, он как бы подразумевал установление там торговых отношений, там родственных уз. И уже впоследствии внедрение шариатских судов сформировали вот пласты такого как бы коммуникативного опыта, позволяющего безболезненно решать многие спорные вопросы. Вот. Хотя нужно сказать, что в то время, конечно, не было там территориальных споров, не было вот этой узконациональной спеси, которую мы видим сегодня, и которые сегодня заражены в той или иной мере, к сожалению, ну, в общем-то, все кавказские народы. И тут крайне важно то, что ислам играл роль основополагающего фактора, способствующего духовному единению наших народов. Фактора, который во многом как бы свел на нет вот привязку вот к крови, там, почве, к своей, вот как у нас любят говорить, там, родной земле и так далее. Потому что вот, допустим, имам шейх Мансур ушел, например, допустим, там в Черкесии воевал, да, на западной стороне Кавказа. Имам Шамиль, допустим, после вот битвы Ахульго, там еще какое-то время, потом уже ушел в Чечню. То есть они не воспринимали вот это как то, что они ушли к каким-то чужим людям. Понимаете, потому что между нашими народами вот этого никогда не было. Понимаете?
Вот тот же, допустим, Ахбердилав Мухаммад, да, это же был потомок армянских невольников. Но в армии имама Шамиля он был там наибом Шамиля был генералом, и о нем очень так высоко отзывался тот же Хайдарбек Геничутлинский, говорил, что это набожный ученый, там, борец за веру, помощник религии и так далее. Вот, то есть тогда вот этот наследственный статус, вот этот родословное или там материальное положение, ну, не имели никакой цены. Вот. И во время вот Кавказской войны под знаменем Газавата собирались, практически были собраны все кавказские народы. В той или иной мере, кто-то больше, кто-то меньше, там мухаджиры, там ансары, это все присутствовало. Это все присутствовало. Вот, например, в армии имама Гази Мухаммада был большой отряд, 400 человек, это вот как приходят, да, в исторических повествованиях, большой отряд из Чечни под командованием Авкоунгаева. Вот как бы он собирал из Шамхальства Тарковского, собирал вот из Акуша-Дарго был большой отряд, там присутствовал, значит, около 500 человек в походе на крепость внезапно, это в докладах приходит. Вот. Когда вот эта крепость Аач, которая пережила 4 штурма, туда ведь тоже стекались со всего Кавказа люди. Это не было там только дагестанским каким-то, хотя в центре Дагестана находилось, но это не было только дагестанской крепостью. Туда все стекались. И это была война, можно сказать, всего Кавказа. Это не тут как бы все очевидно, что даже вот как бы доказывать что-то не нужно. Вот. Это происходило там не потому, что они такие были дружные, смелые. Это Аллах не спаслал. Аллах не спаслал, как брат Абу Халид сказал, Аллах не спаслал, соединил сердца верующих. И по его милости, Аллах говорит, вы стали братьями. И для того, чтобы разобщить верующих, для того, чтобы они перестали быть единой умой, чтобы они не объединились под одним знаменем и не выступили единым фронтом. Оккупант всегда дело разделял нас. Вот есть известный имперский принцип, да, divide et impera, то есть разделяй и властвуй. То есть невозможно, не властвуй и разделяй, а разделяй и властвуй. Потому что властвовать не разделив невозможно. Разделить нужно по национальным признакам, там, по национальностям, по народам, земли, границы, флаги. Вот каждому дали тряпку там, с орлом. Вот так вот. Ну, дагестанцам, наверное, уже воробья можно на флаг приклеить. Вот так. Поэтому каждому дали флаг, вот этот вот, границу, вот твоя земля. Там, у каждого там, я не знаю, там условный футбольный клуб, да. Вот, и люди за это, у нас сколько дагестанцы в Ингушетию ездили, их там побили, потом ингуши сюда приехали, здесь ингушей побили. Вот на ровном месте, по сути дела, едва не разгорелась какая-то там межнациональная свара. Понимаешь, а по сути дела это вопрос, как суета вокруг дивана, да, как классик говорит. И что же сыграло вот именно на разобщение кавказских народов? Что было главным фактором? Вот. Фактором главным было то, что потерпели военное поражение. То есть Кавказ перестал быть свободным. Кавказ перестал придерживаться ислама в чистом виде. Вот появилось как дали вот это вот уродливое нечто, да, которое назвали там традиционным исламом. Исламом, который, верование, которое состоит там какие-то исламские обряды, какие-то языческие верования, новшества и все так далее. А для чего это все? Для того, чтобы лишить основы. Потому что исламская акида, исламское вероубеждение, она всегда была ядром сопротивления. То есть без этого ядра все остальное не имеет смысла. Вот сегодня, например, кадыровцы в Украине, многие воспринимали их, да, если они чеченцы, они там всех сейчас всю Украину там
там до Львова дойдут, понимаете? Но они смелые, они, вот муджахидов мы помним, чеченских, да, они смелые не потому, что они чеченцы, а потому, что они мусульмане. Понимаете? Потому что Аллах их призывает и говорит, вот, что дарует награду верующим. И они мотивируются этими аятами. А не потому, что они там чеченцы или ингуши или дагестанцы. Вот так вот. Главная мотивация в этом. И им нужно было изъять это ядро ядро, вот, идеологическое ядро. А все остальное, намазы там, делайте намазы, хоть там в лоб расшибитесь. Вот так вот. И что я еще хотел сказать. И вот они наполнили вот это пространство, идеологическое пространство вирусами, которые, главный из которых, это подчинение фараону, подчинение, вот то, что они называют вертикаль, да, вот, можно сказать, да, вот кастовый принцип общества. У мусульман никогда такого не было. Никогда не было, чтобы вот именно вертикаль, на вершине там какой-то фараон восседает, там ноги свесил, и внизу вот это вот чернь, да, как Меликов выразился. Такого не было никогда, а на Кавказе не было тем более. Вот так. А сейчас все сводится именно к этому. Поработить, вот превратить народ в чернь посредством греха, посредством вот тех унижений, которые связаны именно с подчинениями неверующих. И что я еще хотел сказать? И вот они разделили. И в свое время вот вспоминается, такой был Ростислав Фадеев, и он в своей книге там «Кавказ. 60 лет Кавказской войны» после Закатальского восстания пишет, что, описывая Закатальское восстание, пишет, что нравственный результат Закатальского восстания был в том, что лезгины начали стрелять в лезгин. Ну, в смысле, тогда всех дагестанцев в горах, которые жили, называли лезгинами. И, значит, вот оккупанту крайне важно, чтобы дагестанцы стреляли в дагестанцев, там, дагестанцев, чеченцев, дагестанцев, в ингушей, чтобы все друг друга перестреляли, потому что в основе это каждое слово вот бранное в адрес там другого народа или там в адрес как бы, ну, значит, другого человека, ну, подразумевая весь народ, все это, каждая пуля выпущенная, это все унижает религию. Это все унижает религию и возвышает неверие, и возвышает тагутов, возвышает неверных. Потому что они нам говорят, вот уйдем мы, хорошо, вы завтра все друг друга перережете здесь. Понимаете? А почему? А если у нас будут шариатские суды, если все там земельный вопрос, да, пожалуйста, мы там как бы вот сядем и между собой решим посредством шариатских судов, там, народная дипломатия и так далее, и так далее, и так далее. Это все вопрос в условиях свободного Кавказа, он легко решается. Но сегодня нам говорят, вот там, как бы вот эти там заняли земли, эти еще там обвинения в адрес там, допустим, даже всего Дагестана. Ну да, там земли есть, которые заняты, и которые мы, иншаллах, решим. Там, отдадим, проблем нету. В этом вообще нет проблемы никакой. Чем это будет тяжким грузом на нас висеть, к примеру, и лучше эти земли отдать и перед Аллахом чище, и перед людьми чище и так далее. Ну, я так это понимаю. Вот так вот. Поэтому основной смысл какой? То есть все эти вопросы решаемы только в условиях свободного Кавказа. Только в условиях функционирующих шариатских судов, только в условиях того, что вот оккупант, он изгнан за территорию Кавказа, потому что никакой другой перспективы, несущей благо у нас не существует. Что у нас вот говорят, там шариат, не шариат, тут выступает Патрушев и говорит, вот на Кавказе там возобновляются попытки там восстановления шариатской юрисдикции или что-то такое там по смыслу. Никогда нам не дадут вот это, как бы основа в том, что российское государство
всегда, вот если даже где-то, например, там Англия, там какие-то колониях, она позволяла там шариатские суды, там, чтобы это здесь, вот никакой перспективы получить хотя бы один шариатский суд, чтобы люди могли спокойно прийти туда и решить свои вопросы, чисто семейные, не говоря уже там между народами. Никакой перспективы не существует, ее нету. Так, я извиняюсь, может, слишком как бы эмоционально говорю, но... Вот, и как бы тут еще такой момент есть, что ислам формирует свободную личность. Личность, которая считает своим религиозным долгом противостоять тирании. И это вот эта данность, она как бы органично ложится на менталитет кавказских народов, который никогда не знал над собой там ни господ, ни бояр там и так далее. То есть всегда кавказские народы были свободными. Это практически все источники об этом говорят. Но это как бы такая, да, аксиома, которую как бы не нужно доказывать. Вот. Поэтому вот первое, за что они вот взялись, да, это искоренение исламских принципов, искоренение. И вот на место ее поставили вот эту эрзац-религию, которая, в общем-то, ничего не запрещает, ничего, ни на что не реагирует. Просто вот как бы есть, да, что у нас есть религия, что мы с уважением относимся к исламу, вот у нас есть духовное управление, пожалуйста, кому-то исповедаться, причаститься, вот, пожалуйста, к муфти. Поэтому, как бы, я не вижу никакой перспективы для того, чтобы вот в этих условиях как-то вот, чтобы наши народы обрели себя именно как мусульмане. И поэтому это прежде всего и является главной целью, чтобы мы никогда не обрели величие под сенью ислама. Альхамдулиллахи раббил алямин. Но я хотел бы передать слово брату. Да, иншаллах, Муслим, если ты забыл вопрос, иншаллах, я тебе могу его зачитать. Почитай снова, Абу Саид. Угу. Какие ключевые исторические моменты повлияли на формирование единства или, наоборот, разделений среди мусульман Кавказа? Я тогда постараюсь, он как бы, один как исторический, как сейчас Абдулла, брат, прошелся, и вторую часть как современность тоже показать параллели или повторения. Если вот так, в Хорошо. общем сказать, я раньше тоже об этом говорил, что даже если мы смотрим генетически, вот то, что сейчас последние там 10-20 лет популяризировано, как генетика, она показывает, что мы кровно родственные, единое целое кавказцы, да, там, например, если по Тереку будем разделять, да, там, Восточный Кавказ, там, от Терека, например, в сторону Каспия, это более одна, как бы, такая родственная команда, там, на Западный Кавказ, там, другая, но можно сказать, что все кавказцы, они перемешаны генетически. То есть на тысячелетия это родство уходит. И просто даже исторически, если снова говорить, вот ледниковый период заканчивается, с юга начинается переселение на север, и вот то, что даже мы будем говорить, что раньше жили где-то на юге, да, еще до того, как пришли на Северный Кавказ, генетика тоже показывает, что мы и там, в этой Месопотамии или территории современной, там, Анталии, Сирии, что там мы тоже жили вместе рядом. Именно как кавказцы, вот предки наши, да, там, западных кавказцев, восточных кавказцев. Это показывает вот историческое, что мы вместе живем. И мы поэтому исторически, генетически, родственно перемешаны. То есть эта генетика показывает, что мы и кровно родственные, единые, целые, как кавказцы. У нас есть еще показатели исторические какие-то, проекты кавказские можно назвать, там, с южного на восточном, южном Кавказе. Это как Албания была, на северном, более центральный, западный, это Алания была.
Мы даже видим государства, которые создавались кавказцами, и они не были там моноэтничными, да, это вот разные народы, это принадлежит там разным кавказским народам, они в этих государствах существовали. Это показатель того, что вот это какое-то единство, как братство, оно на Кавказе наблюдалось. И мы видим, что как менталитет или как кавказский тип вот так вот как бы уникально формировался на этом Кавказе. Это показывает, что мы очень хорошо с друг с другом уживались, жили. И, возможно, вот эти исторические как бы кочевники, которые из севера приходили или с юга приходили, они как бы нас и закаляли, сплачивали. Вот эта вот оборонительная война там со времен кемерийцев, скифов, гуннов и так далее. То есть вот исторически мы видим единство, мы не видим какого-то разобщения. Наоборот, мы видим какие-то государственные проекты, как я сказал, Албания, Алания, что они были общекавказскими, не принадлежат какому-то одному кавказскому народу. И потом с распространением ислама, с принятием ислама, то же самое, это как бы в большинстве своем, в нашем случае мы видим Восточный Кавказ, еще когда во времена праведного халифата дошли. Западный Кавказ, это, насколько я понимаю, это более позже было. Поэтому и на Восточном Кавказе мы видим, что вот эта исламская религия, она снова начала объединять и формировать. И вот это сопротивление, если мы говорим уже конкретно, переходим о сопротивлении, как общекавказском, тоже мы видим, что на Восточном Кавказе, я об этом раньше говорил, и 16-е, и 17-е века, это вот с одной стороны вторжение Российской империи, с другой стороны вторжение этих сефидов и оборонительная война объединения кавказцев, попытки создать вот это общекавказское сопротивление. И мы знаем, что оно вот так формировалось. На Западном Кавказе у адыгов более это как-то разобщенно бывало, а здесь, получается, все-таки больше объединялось, больше как бы, получалось объединяться. Сначала как бы мы видим и шамхалов, которые идут 16-17 века, которые более объединяют, пытаются собрать кавказцев. И так далее. Потом к 18 веку перейдем. Это Дауд Хаджи, Сурхайхан в начале, то, что мы видим в 18 веке. В конце получается и уже из чеченцев, как общекавказское такое явление, как шейх Мансур, попытки. Дальше мы видим и Тайми Биболот, Гази Мухаммад, Имам Шамиль и так далее. То есть опять попытка создать общекавказское государство, как имамат. Поэтому, как Абдулла говорил, вот это все показатель того, что и кровно-родственные, и культурные, ментальные, мы всегда были едины. А то, что получалось из-за вследствие вторжения разных империй, как мы знаем, 3 империи, там Османская, вот этих сефидов, Русская империя. А так получалось, что кавказцы в разное время, какая-то часть кавказцев переходила на сторону какой-то империи, и получалось, уже кавказцы против кавказцев оборачивались. Мы эти примеры знаем. Но это вот неизбежно, это бывает, когда такие 3 большие империи на Кавказе сходятся. Но мы видим, что кавказцы старались и свой какой-то проект сделать, какую-то независимость от этих империй, самостоятельность создать. И мы видим это и в начале 18 века, я сказал, и Дауд Хаджи. И видим во времена имамата попытку что-то вот сделать на Кавказе. И то, что вот Абдулла сказал, упомянул следствие негативного. Есть негативный опыт, есть, он остается. И в нашем случае, как Абдулла сказал, это вот поражение. Как обычно говорят, у победы много отцов, а сирота поражение. И вот это поражение и поиск виновных, кто виноват в этом поражении, что-то, можно сказать, постепенно и внутри народа формировалось, вот как-то объяснить поражение. Вот кто виноват, в чем была ошибка, чья была ошибка. И вот так получалась какая-то вот негативная уже связь появляется, когда начинают искать виновных. Но это вот следствие поражения, как Абдулла отмечал.
Ну, вот это стремление к единству мы видим вплоть до начала XX века. Во времена царской России мы видим попытки кавказцев, безусловные попытки создать общий кавказский проект. Это безусловно, там нет вообще какого-то отдельного движения. Мы это видим, что несмотря на поражение в XIX веке, несмотря на поражение во время восстания в 1877 году, абсолютно попытки снова создать общий кавказский проект. И вот как бы вот это вот советский режим, скажем, вот он колоссальный такой удар нанес. Во-первых, в том, что произошла секуляризация, то есть конкретно люди потеряли из религии, и вот этот режим, он делал именно советского человека, как мы знаем. Вот эта идеология уничтожить все религиозное или традиционное, национальное и создать новый тип советский человек, оно вот сильно отразилось, получается, на кавказцах. Ну и сам 19 век, вот эта колонизация, помимо того, что нас физически уничтожали, на этот Кавказ же и колонизировали его, и заселяли, и эта колонизация, она тоже постепенно свою роль играла, когда инородная культура, когда ценности, которые не соответствуют нашим ценностям, они к нам переселяются, начинают среди нас жить, и он постепенно, человек к этому привыкает, это оказывает влияние. То есть поражение, военное поражение войны, а потом колонизация, она на нас начала оказывать влияние. И к тому же вот этот советский режим, как мы видим, он колоссальную эту роль оказал. Поэтому вот так, если как историю прошлого сказать, вот так прошелся бы. И по современной я хотел бы тоже провести примеры, которые для нас актуальны. Почему? Потому что мы являемся все современниками. Или сами являемся, наши родители являются. Это вот попытки снова создания общекавказского проекта с момента развала, с момента перестройки, можно сказать, если мы говорим о 1989 году, когда в Абхазии создается Ассамблея горских народов. То есть мы видим с развалом Советского Союза, Советской России попытки кавказцев снова создать общий кавказский проект. Это вот начало, 1989 год, в августе создается Ассамблея горских народов. Она просуществует где-то 5 лет, даже 6 лет, до 94-го, грубо. Это как бы неудачный, можно сказать, будет проект, хотя будут представлены разные народы, будут встречаться, пытаться этот проект реализовать. К 1991 году, как мы знаем уже, по-моему, на 3-м съезде будет провозглашена конфедерация, там парламент, президенты, вице-президенты, то есть какой-то орган будет создаваться. И на территории Чечни будет выделено здание для этого парламента Кавказской конфедерации. То есть попытки что-то из этого общекавказское сделать, мы видим, что они были. Но там отдельная тема, я сейчас просто проговариваю так современности, что у нас вот эти попытки, они не останавливались. Это вот первая попытка, 6 лет, скажем, с 1989 года по 1994, до начала Первой Чеченской войны, да, русско-чеченской войны. Когда эта конфедерация показала, что это как бы не... Она показала это еще в 1992 году, ну, это как точку я определяю, да, 6 лет. Следующую попытку мы видим в августе, можно считать с августа 1997 года, когда вот эта делегация, когда Аслан Масхадов поехал в Москву для подписания межгосударственного договора, Россия его не подписала, я о поездке 18 августа имею в виду. Оттуда вернулись, и было совещание, как бы, на котором Масхадов поставил задачу, что нужно постараться снова вот этот общекавказский проект запустить. Просто у Масхадова была как бы такая цель поставленная, что это должно проходить в политической форме. То есть снова получается новый такой проект, что он необходим. И Мавлади Удугов предлагает, что у него есть возможность на этом же совещании, начинается работа, и результатом этого мы видим уже в апреле 1998 года создается Конгресс народов Ичкерии и Дагестана. Это я считаю как второй проект, попытка
он уже не охватывает как таковой весь Кавказ. Это как народов Ичкерии, Дагестана. Попытка, можно сказать, возродить там как форму имамата, да. Но она тоже имеет как негативный опыт. Это из политически изначально то, что у Масхадова была как бы цель и задача поставлена как политическая, информационная такая работа. Но она, мы знаем, перешла более в военный формат, подготовка к военным операциям. И уже в 1999 году вторжение в Дагестан. Получается, до 2002 года, можно сказать. Я это вот так сейчас разбиваю, я свой как бы такой расклад делаю вам. Тоже эти 6 лет, можно сказать, с 1997 года по 2002 год, который вот этот раскол произошел между Масхадовым и Басаевым. В 2002 году он как бы закрывается, каждая сторона признает какую-то неправоту, Шамиль признает неправоту своих ошибок в этом походе, но и соглашаются, что надо дальше этот Кавказ как бы освобождать. То есть появляются как фронты, полноценные фронты, тогда это больше Ингушетия, затем Дагестан, постепенно Кабардино-Балкария к этому прибавляется. То есть такое новое кавказское сопротивление, более вооруженное уже как военным путем. В 2005 году при Абдул-Халиме, когда уже Аслана не будет, как Кавказский фронт будет заявлен, как мы знаем. Но это до 2007 года. Тоже мы видим эти же 5-6 лет. Потом в 2007 году новое какое-то форматирование, по-новому Имарат Кавказ. И то же самое, я как бы этому Имарату Кавказ эти же 6 лет определяю. Грубо я беру это 2013 год, когда уже сирийский конфликт начинает изменять или влиять на кавказское движение, то есть кавказцы устремляются с Кавказа в Сирию, и получается такое объединение кавказцев, шестое, получается, или пятое, то есть пятое объединение кавказцев, когда это уже будет с 2013 по 2019, я тоже беру, тоже вот так 6 лет до Багуза, да, скажем. Как этот Багуз будет последняя точка этого проекта, если вот так брать. И получается, вот эти 5 проектов современности, которые мы имеем, попытки кавказцев, сначала сугубо на Кавказе мы видим 4 попытки создать что-то общекавказское, потом мы видим 5-ю попытку, все равно вот это вот кавказские, тогда они как вилаят, это Кавказ называлось. И мы видим и в прошлом, что в целом для нас он негативным оказался, потому что поражение, ну, в мире, если с точки зрения мирского брать, мы как бы проиграли в Кавказской войне. И получается, сегодня тоже вот эти 5 проектов с 1989 года по 2019 год, за эти 30 лет, получается, эти 5 проектов, они у нас тоже негативные. И, как я сказал про 19 век, здесь тоже попытки объяснить, кто виноват, почему эти проекты были неудачными, кто там совершал ошибки, кто как, что сделал неправильно. Вот это вот в совокупности, мне кажется, Абу Саида, оно вот влияет на нас и сегодня, как и прошлое, если мы берем до 20 века, и вот то, что мы современники. Я закончил. Баракаллаху фикум. Мне на борт обратной связи пишут, что чтобы дали братьям задать вам вопросы. Я ранее говорил, что интерактивная часть эфира, иншаллах, она состоится ближе к концу, куда я скину на канал ссылку, с помощью которой вы можете зайти как спикеры, задавать свои вопросы. И тот, кто не может воспользоваться данной опцией, то есть те, у кого, по-моему, андроиды, они, пускай они поднимают, ближе к концу я объявлю об этом, пускай поднимают руки, я буду, иншаллах, и другие админы будут включать микрофоны. И была просьба не растягивать эфир более чем на 10 минут, то есть спикер, по-моему, один спикер должен говорить 10 минут, по-моему. Я разбил эфир, конечно же,
поминутно, но я думаю, что у нас это не получится, так как мы народ темпераментный, и каждый должен высказаться, я думаю. Второй вопрос, тоже историкам, кавказоведам. Как современный политический... нет, субханаллах, я не туда нажал, извиняюсь. Как пример единства мусульман Кавказа вы можете привести как примеры былого единства? То есть какие примеры вы можете привести как пример былого единства Кавказа? Будь то военное какое-то формирование, будь то какое-то политическое формирование. Спасибо. Ну, теперь пусть Муслим первый начинает. Бисмилля, Муслим. Абдулла, Абусайд, мне кажется, я со своей стороны перечислил и как военные то, что были, и последние политические. По-моему, мне кажется, что я уже ответил. Лишний раз там детально проговаривать, как Горская республика или как Имарат Узун-Хаджи, как проекты объединения. И вот современности вот эти 5 проектов с 89 получается по 2019 год. Да, я сказал про 18 век тоже говорил, и про шейх Мансура, и при Дауд Хаджи, Сурхахай, и там шамхальские, которые были шамхалы турковские. То есть вот эти примеры, они есть, если как политические, или как военные их назвать. По-моему, ответил Абу Саид, или если я не понял, можешь по-другому сформулировать вопрос. Ты, в принципе, ответил, насколько я понял тебя. И, Абдулла Шамиль, так как ты впервые у нас в гостях, а Муслим, альхамдулилля, у нас не впервые, то давай ты ответишь, и мы, иншаллах, дальше продолжим. Ассаламу алейкум. Я этот в поисках зарядки сейчас. Ну, по поводу примеров исламского братства мы можем сказать о том, что вот, как я уже говорил, вот когда имам Шамиль ушел в Чечню, вот это наиболее, один из таких ярких примеров исламского братства. Что в тот момент чеченцы не дали погаснуть вот этому огоньку. И благодаря тому, что они как бы приняли, они воодушевили имама, они сами воодушевились, вот это сопротивление продолжилось. И, альхамдулилля, у нас никогда не было такого, чтобы мы вот в то время, это опять же рецидив оккупации, вот это разделение. И чем меньше мы будем отмечать, чем меньше мы будем пускать в себе вот эти имперские нарративы, чем меньше мы будем поддаваться на эту пропаганду, тем, иншаллах, мы будем более обезопасены от проблем в будущем. Потому что вот эти войны, они нередко начинаются с войн историков. Историки начинают вот это вот бередить, создавать вот эти нарративы о претензиях там, на какие-то там земли, на какое-то наследство, там, на какие-то древность, мы древнее, вы не древнее, мы лучше, вы хуже и так далее, и так далее, и так далее. Именно если мы сможем поставить заслон, если мы будем иметь иммунитет, вот как имели наши предки, да, тогда, иншаллах, мы как бы будем в безопасности от козней вот этих кремлевских шайтанов. И вот то, что, допустим, что тут говорить, даже вот в последняя война, да, и как бы в Дагестане находили приют чеченцы, и чеченцы находили, и дагестанцы находили приют в Чечне. Это известные вещи, как бы, да, которые как раз и показывают то, что вот эта преемственность этого братства, она никуда не ушла. И как Абу Халид говорил, что у людей веры, у людей, для которых вера является духовным приоритетом, у них никогда не будет вот этого вот «моё, твое».
Понимаете, вот это очень важно. Вот этот именно акиду сохранить, убеждение таухида, убеждение исламского братства, это сейчас крайне важно. Крайне важно, потому что сегодня вот эти вот муфтияты, они вот этого осознания не дают. Они за свои вот эти вот там заборы никак не постоянно ссорятся. Неужели они как бы дадут вот это понимание, религиозное понимание, ясное представление таухида? Поэтому нам нужно, поэтому вот, что я просто отошел немного от темы, и вот эти принципы исламского братства, они прослеживаются через всю нашу историю. Через всю, возьмите восстание 1977 года. Поднялась Чечня, следом поднялся Дагестан. Вот это ункратольское восстание. Даже в отчетах военных везде пишется о том, что они, значит, имеют связь с Чечней. Даже вот там один автор есть, он даже пишет, очеченились, то есть как бы вот набрались вот этого вот непокорного духа. Понимаете, вот всегда вот эта вот связка Дагестан, Чечня, Ингушетия, она всегда была. Понимаете, и сегодня вот именно поэтому кафиры, они вбить вот этот главный, вот эти клины, потому что как бы мы ни хотели, ну вот, допустим, имамат это в основном территория, если брать вот эту дагестанскую, это в основном территория аварских районов. И Чечня, вот это был кадровый костяк. Да, другие тоже были. И там, допустим, как я уже говорил, из Шамхальства Тарковского, из Акуша-Дарго, и там и с лезгинских районов, с Южного Дагестана, и Тайтакская, все были. Но там был костяк. И вот главный клин вбить сегодня, поссорить эти два народа, которые были кадровым костяком Газавата. Вот это для них важно. Поэтому мы должны как бы вот среди своих народов, вокруг себя пресекать вот эти попытки. Пресекать вот эти попытки поссорить наши народы. Потому что как бы мы должны понимать, что только в состоянии мирного развития Кавказ сможет как бы сохраниться. Иначе это будет, вот кровь пойдет, это дальше. Мы не сможем это остановить. Поэтому нужно сделать все, чтобы вот именно вот предохраниться от этого. И я же говорю, вот вся наша история – это история братских отношений. Да, были ситуации, вот, подобно тому, что было в 99-м году. И что тут говорить, ну, большинство тогда вот особенно, ну и тем более персоны такие достаточно крикливые, да, получили доступ к микрофонам, и создалась вот это вот как бы ощущение того, что весь Дагестан восстал. Хотя, ну, как бы это было далеко не так. И тут еще такой немаловажный момент. Всегда в Дагестане воевала вот та часть, которую называли исламистами. Всегда, если, допустим, в Чечне там поднималось все население, к примеру, да, там, как бы у нас воевали в основном те, кто поддерживал идею именно исламского теократического правления. Мы знаем, что между имамом Шамилем, там, имамом Гази Мухаммадом и вот эти, на них было очень много критики со стороны улемов, которые не признавали их власть и так далее, и так далее, и так далее. У нас воевали в основном исламисты. И в Чечню уходили в основном исламисты. И в Дагестане, и в то время, и нынешний век, это все воевали только исламисты. И их и называли исламистами. И все вот эти выражения, все вот эти как бы термины, вот, они присутствовали и в то время. Поэтому, ну вот тогда у нас вот клин вот этот они смогли вбить в 99-м году, когда, в общем-то, сегодня наследие этого времени, оно очень сильно влияет на нас. И если мы будем разбираться в этом, говорить об этом, там, я думаю, польза будет, иншаллах. Все, я закончил. Я дополню несколько слов к тому, что сказал Абдулла Бараклафик. Я вспомнил, когда он сказал, что вот это объединение, оно
оно непосредственно связано с убеждением человека, да. То есть мне припомнился аят, где Всевышний Аллах говорит в Коране, сура Шура, по-моему, «Шар'а лакум мин ад-дини ма васса бихи Нуха валлади аухайна илейк». То есть Всевышний Аллах сообщает, смотрите, как он подчеркивает, «Шар'а лакум мин ад-дин». То есть Всевышний Аллах узаконил для вас религию, то есть это наша религия, да? И какая, то есть он сейчас комментирует эту религию и подчеркивает, кому именно было это послание. Выделил 5 пророков. 5 пророков, которые называются улиль азм, то есть лучшие пророки, да? Это Маусабихи Нух, то есть я завещал эту религию Нуху, завещал тебе, завещал Ибрагиму, Мусе и Исе. Что это завещание, что это за религия? То есть узаконил для вас религию. Она состоит из чего? Из 2 столпов. Ан акиму дина, то есть выстаиваете религию, то есть соблюдайте религию, поклоняйтесь Всевышнему Аллаху, не ослушайтесь Его. И 2 столб, валя татафарраку фихи, и не разделяйтесь по отношению нее, то есть религии. Ученые упоминают здесь, что все пророки, то есть вот эти, особенно вот этих 5 пророков, самых великих пророков, да, то есть Ибрагим, мы знаем, что он отец пророков, он называется вот так. Муса, ему была спослана книга, Иса, ему была спослана книга. Нух был первым пророком на земле. То есть выделил вот эти самых важных пророков и прокомментировал, что он для нас завещал. То есть завещал соблюдение религии, то есть это залог успеха, ключ, да, к успеху. То есть мы соблюдаем религию, если мы ее не соблюдаем, у нас ничего не получится, и мы не разделяемся. Если мы объединяемся, и мы следуем религии, то есть успех для нас обеспечен. Именно вот это как бы оно должно быть убеждением мусульманина. То есть, к сожалению, сегодня много мусульман, даже некоторых ученых или же или алимов, или студентов, обучающих, они как бы далеки от этого понимания, что убеждение это оно непосредственно включает в себя объединение. То есть, что каждый пророк приносил с собой это подчинение Всевышнему Аллаху и объединение на этом пути. Если не объединиться, опять же, куллю хизбин бима ладейхим фарихун, как Всевышний Аллах сообщил, если люди разделяются, каждая группа довольствуется тем, что у нее есть. И когда сподвижники нашего пророка Мухаммада, алейхиссалям, начали разногласить насчет дунья, насчет трофеев и так далее, Всевышний Аллах начал суру с этого. Начал суру Аль-Анфаль с того, что он сказал: «Фаттакуллаха, будьте богобоязненны, ва аслиху зата байникум». И улучшите отношения, отрегулируйте отношения между собой. То есть, как бы, уберите именно те негативы, которые есть между вами. И только так вы будете как бы наилучшими. Да? Вот именно Всевышний Аллах подчеркивает это везде, где попадается вот именно аят, где говорится про подчинение Всевышнему Аллаху, подчинению пророку, там обязательно должно упомянуться вот это объединение. Баракаллаху фикум. Баракаллаху фикум. Аллаху Акбар. Как, субхану ва тааля, Аллах упрощает нам любые наши разногласия в любом аспекте. Будь единым, то есть будьте едиными и прибегайте к религии Аллаха. Субханаллах. Даже вот вопросы, как брат Абдулла Шамиль сказал, земельные, бытовые, какие бы то ни были вопросы, возвращайтесь к религии Аллаха, и вы разрешите любой спор между вами, будучи братьями. Теперь мы потихоньку приближаемся к части политологии. Вопрос будет задан Мухаммаду Тариеву. Мухаммад, ты здесь, ты слушаешь нас? Я Мухаммада вижу, но... Да, салам алейкум. Ага. Да. Алейкум салам ва баракатуху. Вопрос звучит следующим образом. Какие современные политические процессы на Кавказе влияют на единство мусульман?
какие факторы способствуют разделению? Можно повторить вопрос? Плохо было слышно. Ага. Какие современные политические процессы на Кавказе влияют на единство мусульман? И какие факторы способствуют разделению нас? Ну, мы как бы живем в мир технологий, и сегодня ту информацию, которую раньше нужно было доносить через знания, через книги, через какой-то долгий процесс, сейчас эта информация в современном мире, она разлетается буквально за секунды, да? То есть мы прекрасно понимаем, что Россия контролирует информационное поле, Россия контролирует то политическое поле, которое они называют политическим, на самом деле это просто оккупационное поле. И поэтому, когда сегодня оккупанту нужно внести рознь, то, на что раньше могли уйти там годы, сейчас можно сделать в течение нескольких часов. Любая атака ботов с названием там одной нации, которая будет писать о какой-то другой нации, ну, легко может спровоцировать огромное количество людей, да весь народ даже, это возможно. Тем более, если в процессе участвуют манкурты, а я, как бы наблюдая за вот этими всеми баталиями в интернете, замечал, что да, там просто профессионально люди работают, они какие-то там тактики применяют, которые по ходу профессии я тоже про них читал, слышал. И единство мусульман при этом, у мусульман есть очень сильное оружие, которое этому может противостоять и все эти козни разрушить. Это оружие ислам, это оружие шариат, это то, что мы следуем своей религии. И на сегодняшний день какую бы провокацию, вот передо мной очень хорошо говорили и Муслим, и Абдуллах об этом, Абдуллах Шамиль об этом говорили, да, что у нас есть абсолютно непобедимая, абсолютно универсальная во всех случаях защита и оружие, и наступательные действия этим можно вести. Мы можем не дать никаким политическим процессам современным, которые есть, или факторам повлиять на нас. Потому что если идет какое-то разжигание межнациональной розни, если идет какая-то там фитна, да, и пытаются вывести на улицы людей, то если мы сегодня обращаемся к шариату и говорим, да, есть вопрос, хорошо, мы можем его обсудить в шариате, но ботаферма в шариат не придет. И потом выяснится, что за всем этим никого живых людей не было. Поэтому мусульманам на Северном Кавказе для единства я еще считаю, что стоило бы немного смирить гордыню. Гордыню не их, кавказскую гордыню, а русскую гордыню. Потому что вот эти все битвы, когда люди начинают там за прошлое, деды воевали, вот такое, знаешь, кавказская версия, дедов воевали, оно ведет к тому, что эта гордыня сначала мешает нам двигаться, потом мешает дышать, а потом просто нас убивает. Потому что, ну, она несовместима с исламом. Она несовместима с исламом в том плане, что заявление, вот тоже историки об этом говорили, просто все, что я сейчас говорю, эти люди настолько хорошо разложили, и Муслим, и Абдуллах Шамиль, что мне очень трудно что-то добавить. У нас есть защита, у нас есть спасение, у нас есть путь. И мы только по нему его и должны держаться. Потому что ничто иное, ни родственные связи, ни генетика, ни соседство по границе или что-то подобное так нас не объединит, как нас объединит вера. И никто нас так не защитит, как защитит наша вера. С моей стороны как бы все. Баракаллаху фик. Я как понял, для инфицированных грязной, мерзкой болезнью шовинизма существует противоядие в виде ислама. Баракаллаху фик. Шейх, можно я маленькую ремарочку вставлю, может быть, без очереди? Конечно, Я извиняюсь, конечно. буквально на минуту. Конечно, Абдулла, конечно. Да, Абдуллах, конечно.
Вот по поводу вот этих вот земель, вот наша, ну, моих односельчан, я не скажу, но села, которые рядом с нами находятся, их тоже выселяли в Чечню. Вот как пример исламского братства. Их тоже выселили в Чечню. И вот когда они узнали, что чеченцы возвращаются, они там готовили им еду и так далее, и потом они встретили их, вернули все, что у них находилось, и сами вернулись обратно в горы. Часть переехала, вот это селение Новый Костек, вот Абдулла Костекский откуда, да, вот примерно, вот это один из примеров исламского братства. И до сих пор даже наши люди говорят, что чеченцы за нашими могилами смотрят. Чеченцы ухаживают за нашими, ну так, чтобы там, как бы в разумных пределах, естественно. Вот я считаю, что это действительно принцип исламского братства. Даже завтра вот у нас в селе намечается, там большая делегация ожидается из Чечни, из Аварских районов. Вот как могут, да, эти люди хоть на своем уровне, да, но поддерживают вот это вот тепло вот этого братства. И иншаллах, я думаю, так же будет в дальнейшем. Баракаллаху фикум. Ну, я до того, как зашел в эфир, почитал, что есть какие-то провокации со стороны ДОМД по поводу этого съезда или ожидания этих братьев из чеченской диаспоры. Аллаху тааля а'лям. Потихоньку мы перешли к середине второго блока, это социология. И отвечать на вопрос, иншаллах, будет Абакар Абакаров, если ты здесь, Так, у Таджикистана. ва рахматуллахи ва баракату, братья. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Итак, вопрос социального характера. Какие социальные и экономические факторы сегодня создают препятствия для единства мусульман на Кавказе? И как должны реагировать молодые люди на провокации Кремля разделить нас? Ну, если говорить о социально-экономических факторах, ну, таких как, просто перечислю, например, спрос на земельные и водные ресурсы, рост численности населения, там, демография, урбанизация, там, экономический рост, геополитическая нестабильность, миграция, безработица, продовольственная безопасность и прочее. Все эти вопросы, да, социально-экономические вопросы, они никак не влияют на единство мусульман. Вот вопрос единства мусульман, он лежит, ну, немного в другой плоскости, он лежит в плоскости акиды. Аллах в Коране говорит, все мусульмане братья. Это, можно сказать, вот это основной базис, на котором должен быть зиждется вот это единство. Однако надо понимать, что это пока всего лишь слово, да, за которым надо понять, какие должны быть практические шаги, то есть какие должны быть действия, что подразумевает, какие действия это все подразумевает. То есть мы определили, что этот вопрос единства, он лежит в плоскости акиды. В принципе, предыдущие ораторы эту мысль проговорили. Вот. И надо понимать, что те же самые там проблемы ЖКХ, как часть вот этих социально-экономических факторов, да, где государство, там, которое элементарно не может там, организовать вывоз мусора там, или обеспечить чистой водой, все это никак не влияет на единство мусульман или на раскол мусульман. Но это положение, можно сказать, на Кавказе, а если взять Европу, то как раз таки социально-экономические факторы, они влияют на то, что молодая часть мусульман, фактически на них происходит постоянная некая такая атака на их акиду. Потому что молодой дагестанец, который живет где-нибудь там в Германии и приезжает раз в году, приезжает в Дагестан и видит эти горы мусора, вот это вонючее море, да, или чеченец молодой, который приезжает в Чечню и видит, как его беспредел силовиков. Кстати, это абсолютно везде, в том же Дагестане, в той же Ингушетии. Ситуация, в принципе, одинаковая.
И вот возвращаясь в Германию, где чистые дороги, где великолепная медицина, где хорошее образование, высшие пробы образования, да, и когда он слышит речи своего отца, который прошел несколько войн, который говорит о том, что нужно установить слово Аллаха на нашей земле, нужно вернуться, установить шариат, естественно, у этого молодого мусульманина возникает вопрос, где эта страна, где шариат притворен. Да, и единственное, куда там можно там пальцем указать, так приблизительно, это в сторону Афганистана. К сожалению, больше таких примеров, как таковых, нету. И, естественно, для этого молодого парня то, что он видит в этой Германии, в Европе, в Америке, в Англии, да, для него, ему это очень сложно принять. То есть его акида под атакой находится. И тогда возникает вопрос, а что влияет на объединение мусульман? Вот здесь мы возвращаемся к сире пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И если мы вспомним, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переселился в Ясриб, одно из первых, чем они занялись, что они сделали, как мы знаем, построили мечеть, большую мечеть, где собирались мусульмане. Второе, ну, так приблизительно я рассказываю, второе, это было братание мусульман, и далее был договор между мусульманами и Мединой. Как мы знаем, после этого был военный союз с иудейскими племенами, Абу Курайза, вот, и с ними был отдельный договор с иудеями, значит, Медины. Но фишка в том, что вот этот договор между мусульманами и Мединой, когда ты читаешь вот эти пункты этого договора, ну, с одной стороны, они какие-то странные пункты. Например, такой пункт, что мы единая община. Или мы там любые спорные вопросы возвращаемся к Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. И тебе кажется, ну это и так само собой разумеющееся. Зачем же договор? У нас проблема мусульман, которые находятся на выезде, да, которые находятся в хиджре, будь то там, в Турции, в таком мегаполисе, как Стамбул, или в Европе, или в той же самой Украине, скажем. Между мусульманами есть вот это понятие единства, как бы, они много раз об этом слышали, но в плане практического действия нету ничего. И, как мне кажется, вот этот момент нам обязательно нужно взять на вооружение, где мусульмане, насколько я знаю, здесь братья пускай меня поправят, даже подписывали этот договор. И, по-моему, даже было обязательным подписать этот договор. То есть это вот один из первых и очень важных психологических таких элементов, которые обязательно мусульмане, вне зависимости от того, где они находятся, сейчас речь идет о русскоговорящих мусульманах и в частности о мусульманах Северного Кавказа, ну Кавказа в общем возьмем, они должны обязательно это сделать. И тогда у тебя психологически там где-то в голове откладывается вот это, что ты подписал этот договор. И мы сейчас вернемся еще к моменту, что же должно быть, как на мой взгляд, в этом договоре отражено, в нашем договоре. Если мы рассмотрим, да, по каким позициям бьет тот же самый Кремль, когда он работает на раскол мусульман, то мы видим три основы. Значит, Кремль бьет по религии, Кремль бьет по истории и Кремль бьет по земельным спорам. Вот три направления, по которым Кремль усиленно атакует. И здесь есть вопросы, которые мы, скажем так, находясь в хиджре, нам эти вопросы решить очень сложно. Но есть такие ходы креативные, которые могут привести к тому, что мы даже будучи здесь, можем решить эти вопросы. И это вот как раз-таки этот вопрос договоров, отсутствие вот этих договоров. Идут, например, исторические споры.
да, между там блогерами, политиками. Я считаю, что это хорошо. Однако, если споры оставить на уровне споров или на уровне дискуссий и не предпринимать, не давать решения этого вопроса, то это будет усугублять ситуацию. А решение должно быть такое, что когда у меня, например, была некая такая очень короткая полемика с Тумсо Абдурахмановым, после своего ролика я в конце ему предложил, и с этой инициативой «Утро Дагестан» уже выступал, в том числе на своих страничках и в прямых эфирах я об этом говорил, о том, что я предложил ему подписать Союз информационной чести. Это по аналогу Союза чести, который пророк, саллиллаху алейхи вассалям, подписывал еще во времена джахилии. Вот. И если рассматривать как реальные шаги, нам всем, кто находится на вот этом информационном поле, все те, кто находится за пределами, да, России, все те, кто находится за пределами наших земель, мне кажется, нам просто необходимо заключить этот договор, да, составить этот договор, где будут, например, такие пункты, и, как говорил Джахар Дудаев, рахимуллах, он говорил о том, что земельные вопросы границ на Кавказе категорически поднимать нельзя. Представьте, мы заключаем договор, что мы, как его подписываем, один из пунктов, да, мы не затрагиваем вопрос земель, мы не затрагиваем вопрос границ до тех пор, пока мы не деоккупируем наши территории. Первое. Второе. До тех пор, пока на деоккупированных территориях мы не создадим шариатские суды, то есть не установим шариатское правление. И, соответственно, вот эти земельные вопросы, кстати говоря, здесь вопрос не только там того же самого Ауховского района, проблема Ауховского района. В одном только внутри Дагестана этих земельных вопросов между аварцами и кумыками, между даргинцами и аварцами, между, значит, азербайджанцами и лезгинами. Дагестан усеян, я не говорю про другие регионы, он усеян этими земельными вопросами, очень сложными, в том числе теми вопросами земельными, в которых даже кровь пролилась, даже такое есть. И таких проблем очень много. И представьте, что будет вот такой договор, согласно которому мы пишем, что мы вот эти вопросы до деоккупации не затрагиваем. Или вопрос интерпретации исторических событий или исторических личностей. Например, мы можем написать, что мы не критикуем, да, нашу историю. То есть мы подписываемся. Или мы говорим, там, вопросы истории там, обсуждают только там, профессиональные историки, к примеру. Это я сейчас импровизирую и показываем, какие пункты мы теоретически можем туда поставить. То есть мы можем сколь угодно много раз собираться и говорить единство, 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 да, как в той пословице, сколько бы раз ни сказал слово халва, во рту слаще не станет. Нам, мне кажется, нужно перейти в плоскость, где мы будем обсуждать такие практические шаги, реальные шаги, которые мы сегодня, здесь и сейчас можем обсудить и принять. Или, например, тот же самый вопрос касаемо методики деоккупации наших земель. Да? Когда мы знаем, что есть такие секты, которые отрицают джихад, но отрицают, как сказать, они не отрицают сам джихад, они отрицают, что надо, как та же самая секта Хизбут Тахрир, они говорят о том, что надо сначала халифат построить, потом только мы можем там с армиями воюют армиями. То есть это говорится о том, что на территории Кавказа, да, джихадом не вариант освобождать территории. Это я беру как один из примеров, когда мы в тот же самый договор ставим и говорим, для того, чтобы понять, вот когда встает вопрос объединения, автоматически возникает вопрос, объединение на чем? Это ключевой вопрос. На чем мы должны объединяться? И вот этот договор, там должна быть прописана
по пунктам, которые мы должны выверить, встречаться, обсуждать, составить этот договор, да, и подписать все, кто находится на информационном поле. Любой человек, который завтра выходит, говорит, я собираюсь заниматься политикой, я хочу заниматься там общественной деятельностью. Будь добр, брат, вот они договора, вот люди, которые подписали, подпишись. И тогда становится все на местах. Тогда понятно, на чем мы объединяемся и как мы начинаем действовать. И как один из важных шагов, это вот как раз-таки вот этот договор. И завтра, когда мы окажемся у этой ситуации, когда, иншаллах, это Россия, да, этот русский мир обвалится, да, кстати говоря, в противном случае, значит, вариантов или шансов на деоккупацию наших земель, они там, ну, может быть, 1, 2, 3%, не более того. Но сейчас мы в такое историческое время живем, когда вот этот русский мир, он на пороге полного развала. Он развалится точно так же, как развалился Советский Союз. И, кстати говоря, за несколько лет до развала Советского Союза мало кто вообще мог представить, что вот такая огромная империя, да, а это была империя, она развалится. Россия гораздо слабее, чем аналогично, если взять аналогию с Советским Союзом. И он тоже развалится. И я боюсь, что к этому моменту мы будем просто не готовы. Мы будем не готовы взять то, что нам Аллах сам на руки вот так скинет. Вот эту свободу, о которой мы говорим, она просто свалится нам на руки. Но мы не будем готовы. Мы в это время начнем заниматься тем, чем мы должны были заниматься сегодня. Сегодня, сейчас, сию секунду. И первые шаги – это договориться внутри. Я вам скажу, что даже вот у либерального сообщества, даже у них сегодня, да, мы знаем, да, тот раскол, который идет, Невзлин, там, команда ФБК там, и так далее. Даже у них сегодня они поняли, что они разные, они поняли, что у них цели, задачи там, и так далее и тому подобное. Но у них есть вот этот институт, да, договоров, да, о совместном проживании, который, кстати говоря, фактически они переняли у мусульман. Мусульмане забыли, а они это взяли на вооружение. И они это сейчас активно обсуждают. Они все потихоньку идут к договору. Они высказали претензии друг к другу и потихоньку идут к тому, чтобы составить вот этот договор, по которому они будут как бы избавляться от общего врага. И если мы рассмотрим, вот даже продолжим тему института договоров из сиры пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, то мы видим, что даже элементарно, когда, то есть первое было договор, а после этого пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, начал джихад. Вот это, как мне кажется, два ключевых момента, которые именно отвечают на вопрос, на чем нам нужно объединяться. Вот эти два ключевых вопроса. Это договор и это без вот этих военных действий, которые будут, иншаллах, на Кавказе, да, нам объединяться на чем-то другом, если говорить о конкретике, будет очень сложно. И касаемо договоров, надо понимать, что даже когда пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, перед битвой при Бадре или даже перед любой другой битвой, что предвещало этому? Целая серия договоров. То есть посланцы заключали союзы со всеми племенами вплоть до Бадра и вокруг этого. Это были разные договора, с каждым племенем был какой-то свой индивидуальный договор. То есть все строилось на вот этих договорах. С кем-то это были военные союзы, с кем-то это были договора о ненападении, с кем-то это были там договора, вы там помогаете продовольствием, мы вас защищаем. Ну, я сейчас условно беру. То есть вот этот институт договоров, который исходит из нашей сиры, нам нужно просто взять его на вооружение, да, и начать применять здесь и сегодня. И тогда те, которые реально есть, скажем так, провокаторы или маргиналы, да,
они окажутся вне общего поля вот наших сообществ мухаджирских. Они окажутся вне этого поля. Если этот подобный договор подпишут абсолютно все, кто находится в информационном поле, где мы заранее, можно сказать, ударим по рукам, по кремлевским рукам, по тем технологиям, по которым нас хотят сегодня раскачать, да, и стравить, раскачать, сделать все, чтобы на вот этот очень маленький промежуток, который нам Аллах предоставит для того, чтобы мы взяли эту свободу, чтобы мы были заняты просто элементарно там выяснением отношений, чья это граница, чья это земля. Вот нам сегодня мы можем лишить их этого права. И это может быть посредством вот подобного рода договоров. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Баракаллаху фикум, братья. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. И я тоже хочу маленькую ремарку сделать в историческом аспекте. Это по поводу насильственной урбанизации горных кавказцев, когда туземных племен или народностей насильственно выгоняли и туда заселялись, то есть более такие горные кавказцы. По-моему, даже Ермолов об этом писал, дабы те не помогали абрекам, то бишь муджахидам. И это поспособствовало в двух очень важных, на мой взгляд, вопросах для нашего врага. Это вопрос о нашей разобщенности и вопрос отказа помощи для муджахидов. То есть одно с другим связывалось. Баракаллаху фик. И теперь... Можно, брат, можно одну маленькую ремарку? Да. Один момент. У нас есть еще одна проблема. Это она заключается с людьми, обладающими знаниями. В чем заключается проблема? Дело в том, что когда выносится шариатское какое-то решение или хукум решение, да, когда оно выносится, там есть несколько таких основ. Одна основа – это в чистом виде вот этот шариат, да, который берется из книг. А вторая часть – это реальность. И проблема наша заключается в том, что есть те, которые хорошо понимают или разбираются в реальности, но плохо знают шариат. А есть те, которые знают шариат, но плохо разбираются в реальности. И вот здесь начинается такая тонкая грань. Один и тот же вопрос, я приведу пример, когда, будучи еще в Дагестане, у нас стал вопрос, можно ли выходить на митинги или нельзя ли выходить на митинги. Простой вопрос. И брат, я имя называть не буду, один из знающих в Дагестане, он, позвонил куда-то в арабские страны ученым, задал вопрос и говорит, там запретили. После этого мы несколько раз встречались с братьями, и тогда я ему говорю, слушай, а можно ли мы распишем, соберемся группой, распишем, на что это влияет, как это влияет. То есть мы дадим ту реальность, которую мы видим, эту реальность. Ты это все распишешь, во-первых, ты сам это должен принять, что да, действительно, так оно и есть, каждый пункт. В общем, мы это все расписали, он уехал по своим делам в арабские страны, встретился с этими учеными, и на основе вот этой реальности он звонит мне оттуда и говорит, если так говорит, тогда можно. И я привел в пример именно вот этот пример, показывая, что у нас есть вот эта проблема с определением вот этой реальности. Мир очень сильно меняется. Войны меняются, технологии меняются. И, конечно же, те, кто из числа людей, обладающих знаний, им очень сложно на сегодняшний день понять ту реальность, особенно российскую реальность, российскую действительность. Особенно, когда человек, условно говоря,
не жил в России, не жил в Москве, там, условно говоря, да, ему сложно эту вещь понять. И это тоже проблема, братья. Вот эта проблема, значит, правильное понимание реальности, что в итоге не дает права посредством людей, обладающих знаний, делать какие-то совершенно креативные, необычные ходы, которые приведут, условно говоря, к тому, что мы освободим наши земли. Это была маленькая ремарка. Баракаллаху фикум, братья. Аяк, теперь у меня на очереди Ансар. Я важно хотел сказать Абу Зейду, Ансару, Нису и Абдулла Иди, чтобы они не выходили. Я считаю, что у меня вопросы, которые я подготовил этим братьям, они некого рода своего эпохальны. То есть они очень важны, они должны прозвучать так или иначе. В общем, поэтому я их поставил на условную закуску. Теперь Ансар Гархо, будучи амиром Джама Такин, будешь отвечать. Вопрос звучит следующим образом. Какие меры на государственном уровне могут помочь укрепить единство народов Кавказа? Если... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. В первую очередь хотел бы поблагодарить наших уважаемых гостей. Это у нас Абу Халид Варандо, брат Абу Зейд и остальные братья из джамаата Нисо, Абдулла Шамиль, Абакаров и другие братья, которые присутствуют, также зрители, то есть слушатели. Пусть Аллах воздаст всем благом. Чтобы начать отвечать на этот вопрос, их точнее два, хотел бы сказать, что дабы развеять сомнения тех, кто считает, что мы не разбираемся в целом в идеологии национализма или других каких-то идеологий, на которых зиждется государство, коротко перечислю, иншаллах, обычно, чтобы понять, какие меры мы можем предпринять на государственном уровне для укрепления единства мусульман Кавказа после его освобождения. Коротко рассмотрим идеологические основы или идеологические начинки, используемые в современных государствах. Так называемый социальный клей, который формирует общество. Проще говоря, как в России принято говорить, это пресловутые духовные скрепы, формирующие мировоззрение и базовые ценности, вокруг которых строится общество. Также государственные институты, законы и принцип взаимодействия между государством и гражданами. Начнем с этнического национализма. Этнический национализм – это идеология, в том числе это важный аспект сегодняшней нашей беседе. Его идеологическая суть – это государство, построенное вокруг единства одной этнической группы. Пример Японии, где акцент стоит на японской культуре и языке. Основные проблемы подобных государств, таких обществах, это дискриминация национальных меньшинств и постоянный рост националистических воззрений, притеснения, часто которые приводят к конфликтам и ограничениям индивидуальных свобод в пользу определенной этнической группы. Вот, допустим, пример России, когда определенная часть начинает говорить нам о государствообразующей нации. Вот у государствообразующей нации, то бишь у русских, должно быть больше прав, чем у других. Это, конечно, в корне противоречит федеративному государству, но в России, как вы знаете, возможно все. Следующий аспект – это гражданская нация или гражданское общество, как говорят. Идеология гражданской нации – это государство, основанное на равенстве всех граждан, независимо от этнической принадлежности.
Проще говоря, нация по паспорту. Вот у тебя паспорт, значит, ты вот такой нации. И также в России часто мы слышим, мечтателей, назовем их так, из национальных республик, это обычно бывает, так как русские, они как государство, образующая нация, стремится поглотить всех, превратить в русских всех, а тех, кто не превращается, уничтожить, то вот эти меньшинства, скажем так, покоренные народы, они стремятся к гражданской нации. И сегодня мы часто слышим от спортсменов, от других каких-то людей, известно, как они говорят, мы русские, имея в виду гражданскую нацию. Конечно, это полный абсурд. Примеры таких государств – это Франция с принципом равенства прав для всех, кроме мусульман, в скобках. И США тоже это культурное многообразие с акцентом на гражданство и индивидуальные права. Но проблемы именно в таких государствах тоже есть, и они очень серьезные. Основные минусы таких стран – это конфликты между разными культурами и этническими группами, а также трудности в обеспечении равенства при наличии исторических неравенств. Пример, как мы помним, это Black Lives Matter, как известный призыв был, да, что жизнь черных тоже важна. И это ярчайший пример того, что какое социальное неравенство, во-первых, в таких странах преобладает, а также трудности с обеспечением исторического равенства. То есть невозможно откатать обратно и вернуть им историю в правильное русло. Это будет с ними вечно. Как с Францией это будет вечно, которые уничтожали алжирцев, а сегодня в Франции есть огромное количество алжирцев и другие группы людей, которые входили в империю. И также и в Америке рабы, которых приводили, сегодня получили права, но то насилие, которое они претерпели над собой, эту историю никак не поменять. То есть 1000 лет это все равно будет продолжаться. Следующее – это либеральная демократия, идеология защиты прав и свобод личности в рамках демократического государства, такая как Германия или Швеция, где, допустим, Швеция высокие стандарты прав и свобод граждан. Это как бы идеология, вот если мы берем Швецию или Германию, тот самый цементирующая основа людей, та самая скрепа, о которой мы говорили. В Германии это плюрализм, что каждый может выразить любое свое мнение, и защита прав человека. Вот на этом они как бы собираются вокруг этой идеологии. А в Швеции это высокие стандарты права там, и свободы граждан, что мы вот свободные, у нас высокие стандарты жизни и так далее. То есть вот вокруг этого они утешают свои сердца вот в этом фокусе, скажем так. Минусы таких государств – это риски популизма, как мы видим, и крайних идеологий. Основная проблема таких государств – это то, что они дают много свобод, и из этого вытекают такие идеологии, как ЛГБТ, радикальный феминизм, и как следствие демографический упадок. То есть мы наблюдаем в Европе демографический упадок, что слишком много прав и свобод, соответственно, развиваются такие социальные группы, как ЛГБТ, они получают много прав, феминизм, который открыто выступает, там, child-free и так далее. И, соответственно, демография падает, и они вынуждены брать новый приток из-за рубежа в виде мигрантов. И, соответственно, необходим постоянный баланс между свободой и безопасностью. Вот это небольшая проблема. То есть слишком много свобод уже небезопасно становится. Слишком сильно акцентрируясь на безопасность, свобод уменьшается. У них баланс с этим, всегда дисбаланс происходит. То, что мы, опять же, видим во Франции и других странах, где, с одной стороны, сжигается Коран, и это большая проблема в безопасности. Запретить не сжигать Коран, опять проблема декларируемых свобод. Они между молотом и наковальней находятся. Это и есть результат того, что люди пребывают в глубоком заблуждении и не знают, что с этим делать. И мы сейчас рассмотрим федерализм.
это идеология федерализма, как в России, да, разделение власти между центральным правительством и регионами. Примеры – это США, Соединенные Штаты Америки, с автономными правами и свободными законами. То есть у каждого штата есть определенные свои законы. И это работает в Соединенных Штатах Америки. И общий объединяющий фактор для всей Америки – это американская мечта о лучшем будущем. А в России, в Российской Федерации, устройство тоже федеративное, с различными уровнями автономии, где это не работает. И общей идеологии как таковой нет. Есть только идеология ненависти. Идеология ненависти к соседям, к другим нациям, к другим людям. Идеология ненависти. И победобесие, так называемое, тоже из этого они пытаются как-то склеить общество, что очень плохо получается. И мы видим, что как лихорадит общество в России от этого. То есть они от одной идеологии, с одной крайности, они там, мы русские, с нами Бог, там, мы всех убьем, а вы все остальные чернь. Вот одна крайность, и другая крайность – это мы все русские, мы все там один народ, одна нация. Люди не понимают, что они вообще, что происходит, как им объединяться, на чем. Очень серьезная проблема в России с идеологией, как известно. И последнее – это то, к чему стремятся мусульмане. Есть еще, конечно, другие аспекты, сейчас не буду удлиняться. Это у мусульман это государство построено на основе духовной идентичности, то есть исламского единства. Идеально подходит для всего Северного Кавказа и любой мультикультурной или мультинациональной местности. Если, допустим, арабы плюс-минус говорят на одном языке, плюс-минус одна культура, и они живут плюс-минус на одной территории, для них, может быть, было бы не так критично, скажем так, не быть в одном государстве, грубо говоря, в одной политической системе. Да? Можно на вилаяты, и каждого вилаята больше автономии и так далее. Все равно они арабы, они друг друга понимают, они могут запустить одно СМИ, там у них одна культура, плюс-минус одна еда. То есть там легче. Но что касается Северного Кавказа, у нас все равно даже вот на этой на этом небольшом клочке территории огромное количество национальностей проживает, огромное количество. И они говорят на разных языках, абсолютно на разных языках. То есть если я разговариваю там с представителем дагестанской национальности, лакцем или там кумыком, я абсолютно не понимаю, о чем он говорит до такой степени. Или там с черкесом, кабардинцем, балкарцем, без разницы. И для нас это, для Северного Кавказа, это очень критично иметь свое общее государство. Самое важное в этом, это чтобы мы смогли преодолеть проблему некомпетентности собственной. То есть исламская форма правления охватывает все аспекты общества, начиная с защиты религиозного меньшинства и заканчивая регулированием отношений с иноверцами, с иноверными государствами на основе взаимоуважения. Также напрочь отсутствует притеснение национальных меньшинств. Это большая проблема в сегодняшнем мире, во всем мире есть эта проблема, поскольку основное внимание в исламе уделяется единству и сплоченности мусульманской общины. Вот это очень важный аспект именно в мультинациональном регионе. Но все же, как мы понимаем, на данном этапе наше общество тяжело назвать высокодуховным, к сожалению. И сказать, что вот мы сейчас освободимся, и сразу же у нас появится единство, братство и любовь между нами, говорить об этом не приходится, к сожалению. Поэтому вопрос был в том, что на государственном уровне можно сделать, и мы должны сделать в первую очередь после освобождения, иншаллах, с дозволения Аллаха. И для укрепления единства Кавказа на государственном уровне можно прибегнуть
элементарным мерам. Для себя я об этом много думал, и вот в голове для себя несколько концепций я расписал. Это в первую очередь распределение образовательных учреждений по всему Кавказу для укрепления национального единства. То есть и до этого я это говорил в других эфирах, что можно сделать так, что в определенном, допустим, в Дагестане были исламские университеты, допустим, в Чечне были военные кафедры, допустим, в Ингушетии там экономические, там IT и другие, в КБК, допустим, какие-то другие. То есть вот это дало бы то, что молодежь со временем перемешивалась бы между собой, и, соответственно, для того, чтобы они грамотно перемешивались, кто-то может сказать, они сейчас перемешиваются в российских университетах, почему братство все равно не появляется. Здесь сразу же возникает обратное, что для того, чтобы это заработало, нужно собрать единый консилиум ученых Кавказа и прописать базовые исторические книги и единые школьные учебники. То есть как для университетов, так для публицистики и так для школьные учебники истории, исключая любые дискриминации одного из народов. То есть факты дискриминации, чтобы не присутствовал в этих книгах. И сразу после этого уничтожить всю литературу и научные материалы, просто уничтожить, навязанные оккупантом и деструктивными силами внутри нашего общества. Это необходимо. Просто их нужно уничтожить. И, соответственно, следующим этапом это внедрение единого языка для всех кавказских народов, например, арабский или турецкий, я не знаю, но какой-то один общий, или мы выберем один язык из имеющихся на Кавказе языков как общий язык. Это зависит от ситуации, в которой мы будем развиваться. Конечно же, какой-то международный язык, он для развития необходим. И следующим этапом это инициирование социальных проектов, направленных на расширение, для решения общих проблем, таких как оборона, то есть создать единую армию, это, допустим, вопросы экологии, чтобы мы это вместе решали в целом, чтобы не было такое, чтобы вот в Ингушетии мы решили там построить какую-то загрязняющий, в общем, Кавказ какой-то завод там, или там кто-то в Дагестане на Каспии решил испортить море, вот в Дагестане, чтобы этого не происходило, чтобы единый организм кавказский, экологический, он не разрушался, это очень важно. И развитие инфраструктуры, дороги и так далее, и, соответственно, проекты, которые поддерживают молодежь в общем, что будет способствовать укреплению сотрудничества и единства. То есть поддержка молодежи в их социальных каких-то проектах, совместных имеется в виду. Дагестанцы там вместе с чеченцами, чеченцы вместе с ингушами. Именно эти проекты создавать совместные, IT или прочие. Также создание соответствующих структур немаловажно по противодействию именно национальным вспышкам, каким-то националистам, люди, которые будут пытаться как-то нас рассорить внутри наших народов, пусть это историки. Конечно же, многие из них, я уверен, или я хеснузон делаю им, что они из благих побуждений, может быть, это делают. То есть я считаю, что я прав, и вот он рассказывает, но сам того не замечая, как он оскорбляет другой народ. Он задевает другой народ. И другой человек смотрит и не может понять, почему ты оскорбляешь меня, и начинает отвечать такой же историк какой-то ему. И из этого получается конфликт. Должен быть какой-то орган, который регулирует это, чтобы не допускать такого. И самое важное, естественно, это работа имамов в мечетях. Для укрепления единства мусульман это очень важно. И искоренение асабии. То есть, чтобы определенные имамы, там, ингушские имамы в определенное время давали хутбы в Дагестане, дагестанские в Чечне, чеченские в Ингушетии. То есть, чтобы вот этот процесс тоже происходил обязательно. Что касается второй части вопроса о том, влияют ли международные процессы на разобщение мусульман Кавказа, коротко отвечу на этот вопрос. Отчасти, конечно же, влияют, потому что мировая тенденция к созданию государств, она базируется на основе этнического национализма, а не на принципах духовного единства. И это может стать причиной нестабильности.
на Кавказе, в ранних периодах как минимум. Почему? Потому что возможны внешние акты вмешательства со стороны зарубежных держав, которые могут поддерживать одну какую-то политическую силу или религиозную какую-то группу против других, способствуя разобщению. То есть это вполне возможно, когда Запад или там, Восток, Турция, кто угодно. И это особенно актуально для нашего региона, где геополитическое соперничество между странами, оно как бы соединилось, активно проявляется именно на Кавказе. И тут какие игроки? Это Россия, Турция, Иран, Запад. Они могут использовать этот фактор национализма и активно его раскачивать, говоря, что у вас по-другому не получится, только национальные государства, и вот отдельно там, суверенитет и так далее. Вот эти все слова. И будут, я уверен, и сейчас попадаются на эту уловку многие люди, которые завтра могут быть использованы. Могут быть использованы, когда одна из политических групп может получить силу и будет пытаться подавить другую политическую силу, скажем, исламскую, говоря, что вот они террористы, а мы вот умеренные исламодемократы, или что, как можно их назвать, не знаю я. Вот мы такие красавчики, мы вот безопасные для всех, а вот эти негодяи, их нужно срочно остановить. Вот, соответственно, кого будет поддерживать Запад или там какие-то заинтересованные силы? Конечно же, вот таких. А в то же время какие-то другие интересанты могут поддержать и третью, деструктивную какую-то силу, которая в целом не имеет никакой идеологии, кроме идеологии войны, и могут, допустим, их поддержать, чтобы они и тех, и всех как бы всех противопоставить против всех. Вот такая проблема тоже возможна. В любом случае, мы, иншаллах, надеемся на милость Аллаха. И то, что здесь было проговорено братьями до меня, имеет огромный вес. Но, как сказал Абакар Абакаров в своем спиче, естественно, в чем я с ним не согласен, когда он сказал, что сколько ни говори, халва во рту слаще не станет. Я думаю, что это уникальный случай, когда все-таки, если мы будем проговаривать, часто говорить о братстве и единстве вот на таких площадках, может быть, сладко все во рту станет. Иншаллах, я имею в виду, мы к чему-то придем с дозволения Всевышнего Аллаха. Джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Аяк. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Структуризация институтов взаимодействия кавказских народов столь же важна, как наше единство и сам быт. А участие в этом, участие и полная поддержка этим институтам, я считаю, что наиважнейшая задача каждого мусульманина с Кавказа. Баракаллаху фик. Теперь я перехожу к вопросам к лидеру джамаата Нисва, это Абу Заид. Абу Заид, здесь ты, брат? Да, Абу Саид, я здесь, но я, по-моему, не лидер джамата Нису. Амир джамаата Нисва. Ладно, Не, у меня... не Амир даже, не, Хорошо, просто я не Амир и не лидер, как бы, поэтому я говорю, если бы я Амир был бы, то я согласился с лидером. Просто так. Ну, здесь присутствует Аль-Халь Валь-Акд из этого джамаата, они могут тебе сейчас присягнуть. Ладно. Не как лидеру, но как человеку, который буквально, я думаю, немало сделал для того, чтобы собрать этот джамат, как минимум. Вопрос, в любом случае, вопрос адресован тебе, и тебе придется на него ответить, брат мой. Вопрос звучит следующим образом. Какие шаги должны предпринять другие джамааты, чтобы поддержать и поспособствовать нашему единству? То что мы можем как джамааты, как объединение мусульман той или иной части Кавказа сплотиться и сделать какой-то свой вклад как джамаат, как индивидуальное лицо, чтобы поспособствовать нашему
единства. Бисмилля. В первую очередь, я считаю, из каждого народа, из кавказских народов должны организоваться джаматы. В первую очередь, эти джаматы должны быть. Должен быть амир, должна быть шура. Пусть будет хоть маленький джамат. И этот джамат, он должен работать в первую очередь, насколько у него есть возможности. И я считаю очень важным, чтобы в этом джамате были студенты или знающие религию. Без этого, я думаю, этот джамат, он очень такой хромой джамат, наверное, будет. В первую очередь считаю, что вот это очень важно, чтобы этот джамат был, и в этом джамате были требующие знания. После этого, я считаю, важно сегодня, вот каждый этот организованный джамат, он работал именно над своим народом. Это почему? Так как, когда человек говорит из своего народа, он, во-первых, как бы свой народ хорошо знает, много родственников у него в этом народе, много знакомых, он там жил, учился, их психологию хорошо понимает. И, во-первых, он хорошо будет знать, как донести, и, во-вторых, это будет хорошо восприниматься людьми. К примеру, если я сегодня буду говорить про какой-то другой народ, я, наверное, не так хорошо это у меня будет получаться. Я думаю, важно, чтобы каждый доносил как бы до своего народа. Это в первую очередь религиозные знания, которые актуальны сегодня. Актуально в первую очередь вообще понимание, что мусульмане сегодня обязаны освобождать свои земли. Я думаю, это в первую очередь. Любая как бы проблема – это то, что мы не хозяева своей территории, своих земель, и то, что там не главенствует Слово Всевышнего. Если вот это у нас получится, вот эти все проблемы, которые возникают, там, националистические, какие-то земельные, там, это будет просто элементарно решаться, и, скорее всего, этого даже не будет, так как в каждой мечети будет доноситься правильная религия, и, иншаллах, у нас как бы таких проблем не будет. И даже вот если смотреть вот последние новости, да, там последние, то, что как бы, да, случилось там в Москве, Валберс, мы видим, что наши как бы народы в общем связи, что у многих как бы неправильное понимание, там быстро могут на вот эти какие-то подхватывать националистические какие-то лозунги, из-за этого там друг друга обвинять. И я думаю, что важно вот этот джамат, он должен доносить не, как это сказать, должен говорить как есть, независимо там с собой сегодня эти люди будут соглашаться или нет. Пример, вот как раз таки вот вчера или позавчера с одним братом, когда общались, мы вспоминали, с Муслимом СС мы общались, и вспоминали вот эти времена, 97-8 год в Чечне, да. Это в то время, когда человек говорил, к примеру, там, что нельзя просить там у устазов, да, что они не могут там нам ничем помочь, они просто были хорошими людьми. Когда человек говорил, это как белая ворона была, это как Фатхи, как Мухаммад Аргунский и такие как бы, да, вот проповедники. Это настолько как бы тогда странно было, но тем не менее, находясь вообще посреди как бы этого народа, тем не менее, альхамдулилля, эти братья не боялись как бы это говорить, и посредством этого, альхамдулилля, до нас эта религия дошла. И вот эти студенты, которые сегодня есть у нас, я в первую очередь их призываю, чтобы они набрались, наверное, в первую очередь имана, мужества и говорили правильно, как есть. И да, может быть, сегодня какой-то народ, он будет это воспринимать. Может быть, сразу не будет воспринимать как, да, как бы ты сказал, все правильно, да. Но
как мы знаем, когда даже вот эта пропаганда ложная, когда человек 1000 раз это слышит, он начинает думать, что это уже правда. Мы же это как бы видим. И нам что легче, когда ты говоришь правду и как бы истину, да, 100 раз она как бы до человека доходит. Вот вчера с одним братом, когда общался, он говорит, вот когда вы начали говорить, что, к примеру, там, Рамзан из себя ничего не представляет, и он, как бы, как он говорит, пехотинец, и все. Я вначале, когда вы это говорили, я, вам не верил, он говорит. Типа так задумался, что они как бы говорят. Парень ему там 26, 28, примерно вот так лет. Хотя человек как бы, да, там думает, анализирует, много чего как бы понимает, даже, мне что-то может подсказать. Но тем не менее, вот этот момент, он говорит, вначале, когда вы это говорили, для меня это было странно. Я считал, говорит, его, таким там независимым политиком, да, что он там все это от себя говорит. И вот с каждым разом, как вы это говорили примерно, да, вот первый раз, когда вы сказали это, я услышал, да, я задумался, говорит. Потом второй раз, когда услышал, задумался. И в общем, говорит, за этот год я полностью понял, говорит, что то, что вы говорите, это правда. Поэтому нужно это как бы доносить до людей. Да, сегодня там он скажет, да, там какие-то порицания будут, там какие-то, может быть, неприятные комментарии будут. Но, иншаллах, если это правильно, если это истина, это нужно говорить. И, иншаллах, через год-два эти братья этот результат увидят. И, наверное, даже не важно, они в этом мире это увидят или нет. Важно то, что мы обязаны это говорить. А результат у Всевышнего, иншаллах. Поэтому вот такое насиха, особенно студентам, которые требуют знания из всех народов, чтобы они эту работу, эту ответственность взяли как бы на себя и начали уже действовать сегодня. И этот не такой вопрос, я думаю, что если хочешь, делаешь, если не хочешь, не делаешь. Если все мы, да, не будем понимать, что это обязанность, и сегодня не будем действовать, то завтра Всевышний у нас это спросит. Вот такой у меня ответ на первый вопрос. Баракаллаху фик. Теперь будет второй вопрос, который не менее важен. Звучит он так. Какие совместные проекты мы, как джамааты, могли бы осуществить для объединения мусульман Кавказа? То есть джамаат Кин, джамаат Нисо, если есть джамаат из Дагестана, Кабарды. Как мы можем совместно сделать что-либо, чтобы объединить мусульман Кавказа? Вот это до меня тоже говорили, особенно Абу Халид про это говорил. К примеру, если вот возьмем, я вот с тобой как бы общаюсь, да, и общаюсь в основном с Абдулла Эйги. Из-за того, что я с вами общаюсь, я, понимаю ваши убеждения, и с вами как бы, да, там, иметь какие-то совместные дела для меня никаких как бы проблем не составляет. Когда вот люди понимают одинаково религию, как бы никаких проблем нету объединиться. Важно на чем как бы объединяться. И если у нас одинаковое понимание, тогда быстро можно объединиться. Самый главный, единственный совместный проект, я считаю, это донести правильные убеждения до своих народов и заложить в них освободительное настроение. Вот когда вот это мы сделаем, когда вот это у нас получится сделать, вот, к примеру, допустим, мы с тобой понимаем одинаково, и если таких, как ты и я, к примеру, будут много среди нашего народа, или, может быть, они уже есть, просто этих людей нужно собрать. Вот это, я думаю, самый главный как бы проект, то, что мы вместе сможем сделать. Если это мы сможем сделать, тогда, иншаллах, как начнется, может быть, мы не знаем, может, там, допустим, у чеченцев первый получится что-то начать, или у дагестанцев получится, или у ингушей, там, кабардинцы, карачаевцы, черкесцы, там, балкарцы. Вот кто как бы начнет, если мы будем на тот момент готовы, вот,
да, имея какие-то между собой связи, друг друга знать, а знать можно тогда, когда есть общение и когда есть связи. Просто иметь какие-то связи, руководить этими направлениями. И если мы подготовим свои как бы народы, каждый, ну, если какая-то помощь друг от друга нужна, проблем нет, иншалла, друг другу должны помогать. Вот это самый главный проект, я думаю, совместный, который у нас может быть. И он как бы совместно вообще по умолчанию. Если, к примеру, вы, допустим, в Ингушетии вот это направление развиваете, доносите до людей, в первую очередь, религию, во-вторых, все говорить как есть. И вот это информационное направление тоже я считаю важным, так как многие люди, когда им говорят, к примеру, там, вот это правило валя вальбара, но многие не понимают, и это непонимание, ну, так как они нехорошо еще как бы, да, понимают религию. Многие в основном на чем ориентируются? Это так же в Чечне происходит. Сегодня многие чеченцы ненавидят, к примеру, там, вот эту российскую власть или кадыровцев. Это не настолько вот это правило валя вальбара, насколько это ненависть к ним из-за их преступлений. А откуда знают они их преступления? Знают они их так, как ну, мы эту работу делаем, там, другие эту работу делают. Мы выявляем, иншаллах, максимально стараемся выявлять их преступления и доносить до людей. И вот это тоже как бы, да, как вспомогательный. Тот, кто до конца еще религию не понял, ему это как бы помогает ненавидеть их. Поэтому вот это направление тоже важно. К примеру, допустим, некоторые другие народы считают, что вот, допустим, если ЦП или ФСБшник, допустим, ЦПшник или ФСБшник или какой-то мент как бы в Чечне, он там супер плохой, как бы, а, допустим, там в Ингушетии или в Дагестане он не такой плохой. Я считаю, это не из-за того, что они как бы разные, да, а из-за того, что эти народы не знают их преступления. Вот мы, допустим, наверное, знаем, да, кто владеет информацией, но жители, которые на местах, они не знают этого. Они думают, ну, вот в Чечне как бы это, ну, все на поверхности, а в Ингушетии, допустим, они думают, ну, ЦПшник, он просто как бы охраняет там, да, там что-то, какой-то шлагбаум или еще что-то. Но на самом деле, вот у меня как бы есть информация, у вас тоже, наверное, она есть, как бы, они абсолютно друг друга, ну, не отстают, такие же пытки проводят и в Ингушетии, просто они бывают в масках, говорят на ингушском. И вот пример возьмем даже последний, вот этот случай, да, то, что с Амирханом, да, было связано. Они вот говорят, там, 36-й или какой-то 30, какого-то как бы задержали. Но нету информационного сопровождения, да, вот кого задержали, где их держат, кто их пытает там. Вот эту информацию я считаю как бы важным вообще доносить до людей, и это будет помогать, чтобы вообще народ, он, ну, подготовить этот народ, чтобы он как минимум ненавидел их и проявлял непричастность к ним. Так, в общем, я думаю, я закончил. Это к слову, прошедшему эфиру у ИСО, когда Абу Халид Варандо, когда Абу Хамза, Фатхуддин, Абу Худама, этот Абу Заид, они четко и ясно проговорили момент вот это вот, когда алимы, то есть люди, которые себя таковыми считают, называют, делают, мягко говоря, прямо диаметральное по отношению к призыву, то есть по отношению к хаку, который они отдают мусульманам, должен хак, имеется в виду. Как Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Аср говорит. И эти люди поспособствовали, я сейчас говорю, так как я состою в джамаате Кина, я сейчас говорю про Ингушетию, и эти люди
или по своей глупости, или по своему незнанию, Аллаху Та'аля Алям. Я сейчас не беру обсуждать их какие-то личные качества, но точно могу сказать, что эти люди повинны, они виноваты в том, что энное количество братьев среди ингушей могут себе позволить назвать какого-то вшивого муртада ЦПшника брат, потому что какой-то алим, ведя эту хутбу, в пятничную хутбу, не отдал ему его хак. Путем его лживых речей этот брат-мусульманин может себе позволить назвать другого какого-то вшивого ЦПшника, мента, муртада, брата мусульманина. И дает ему озр в том, что если он не пойдет туда кто-то другой. И Аллахи, Аллах Субхану Тааля скоро в своем расчете, и иншаллах, эти люди будут скрошены, как в этом дуне, так и в дуне грядущем. И, Абу Зайд, я бы попросил тебя сделать краткое насиха братьям, и не только братьям, а именно людям, которые дома своим нафсом и упорствуют в том, что разделяют мусульман Кавказа, будь то национальные вопросы, земельные вопросы, даже есть те, которые разделяются по своей философии. Бисмилля, брат. Улай, те, кто своим нафсом, к примеру, я это как понимаю. Вот, пример, человек понимает, что правильно, но он руководствуется там своим нафсом и пытается, не знаю, там, ввести людей в заблуждение или сам не хочет, возвращаться к истине. Для них особо какой-то насиха, я даже не знаю для них, какой насиха будет, если они это понимают, да. Но если они не понимают, если есть такие люди, которые не понимают в заблуждении, вот на них надежда, она больше. Человек, который не понимает, ты можешь ему объяснить, и он в основном принимает, или если он не принимает, он это зная не принимает. Поэтому для них особо такой насилие, я не знаю, какое насилие для них будет, если они это делают, понимая. Но если есть такие люди, которые не понимают, я думаю, это наша обязанность донести до них правду. И я думаю, есть до кого донести эту правду. Я думаю, основное это для нас работа. Во-первых, это работа в первую очередь студентов, а потом и нас и мы должны в этом помогать студентам, видео делать или еще что-то, развивать какие-то направления, доносить, чтобы это видео качественное было или еще что-то. В общем, вроде все. Баракаллаху фик, и теперь мы приблизились к заключительной части этого эфира, точнее, обсуждения вопроса темы единства мусульман Кавказа. Сейчас я бы хотел, чтобы слушатели внимательно послушали двух братьев, это Ансар Нисо и Абдулла Иги, потому что это архиважно для нас, как для, иншаллах, будущего этого Кавказа, как для будущего костяка этого Кавказа, потому что вопросы, которые я им задам, касаются быта муджахидов, так как эти братья состояли хоть и в разных, но по сути в одном и том же кавказском сопротивлении. Почему это важно знать? Почему эти вопросы для меня, я считаю, для вас важны? Потому что консолидация мусульман Кавказа вокруг одной единственной идеи единства мусульман, она всегда и беспеременно исходила от муджахидов Кавказа. То есть эти люди, эти братья были для нас примером. Примером в быту, примером в своих делах, примером даже в нравах тех или иных проявлениях мужества, качества,
мужских и так далее. И поэтому я бы хотел побеспокоить к концу эфира брата Ансара и брата Абдуллаха. Вопрос я буду задавать один, но на этот вопрос будут отвечать, иншаллах, оба брата, так как они состояли в разных джамаатах в эпоху сопротивления кавказских муджахидов русской несправедливости. Брат Ансар, наверное, ты будешь отвечать первым, так как Абдулла член джамаата, он ответит, иншаллах, вторым. Итак, вопрос звучит следующим образом. В бытность вашего нахождения среди муджахидов Кавказа, как вы охарактеризовали бы ваше единство? Какими-то примерами, например. Как бы вы сказали бы, какие вы были в быту, имеется в виду в единстве? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Конечно, было бы хорошо, если бы Абдуллах первым выступил. Но раз уже дали время мне, оспаривать не буду, иншаллах, и Абдуллах тоже, надеюсь, поймет. Но если сказать об единстве в быту и в целом джамаатах, то, как и в любом другом обществе, среди наших братьев также и случались неприятные истории, возникали не совсем понятные вопросы, доходило до конфликтов, но единство заключалось в том, что они своевременно могли решать эти вопросы. Они своевременно могли приходить к одному. И я считаю, что стержнем вот этого единства был ответственность, которую ощущали братья перед Всевышним в первую очередь, и также перед каждым членом джамаата. И становилось основой для решения именно это единство становилось основой для решения любых сложных, непонятных вопросов. И это единственное было особенно заметно, когда в элементарных вещах даже, когда, к примеру, по необходимости приходилось, к примеру, определенной группе переселяться или же в Дагестан, или же в Ингушетию, и где братья уже заранее, представители соседних народов, где заранее заготавливали тебе место, куда ты пребывал, и продовольствие, которым ты пользовался. В общем, чувствовал себя как в своем доме. Ни о чем не переживая, зная, что за спиной стоит надежный друг. И в целом, если опять же повторюсь, что это все выражалось в элементарных вещах. Вы, наверное, видели, как из Кабарды брат кабардинец и брат ингуш, они присылали салам именно в Чечню. Это известное видео. В этом видео действительно отражается единство братьев. Некоторые могут подумать, что это как бы шуточное видео на камеру, но в действительности без этих камер, без всего, без этого всякого, действительно такое отношение было. И в частности, к примеру, из-за географического расположения именно джамааты Чечни, когда все основные силы были втянуты из-за этих двух войн, приходилось за продуктами или же за элементарными батарейками, средствами, связями или боеприпасами выступать в соседние регионы, как Ингушетия, как Дагестан. И ты мог смело отправлять человека за неделю или за 2 недели, человека с списком, и ты даже добраться не успевал, уже все готово бывало. И в Ингушетии, и в Дагестане, в таких местах, куда трудно нам было добираться. И помогающие нам люди, хочу особенно подчеркнуть, что в основном помогающие люди мог стать обычным учителем, или же пастухом, или же продавцом на базаре. Эти люди помогали
делали как могли. Помимо вот отношений среди муджахидов непосредственно, вот с населением тоже в основном вот такие отношения бывали. К сожалению, вот если сказать о единстве в целом, к сожалению, единство именно наших народов, кавказских народов, в последние несколько столетий, можно сказать, приходится рассматривать именно в контексте вот военных действий. Даже те примеры, которые я приводил, тоже вот в этом контексте. Все, когда враг наступает, захватывает наши земли, а мы зачастую вынуждены защищаться, освобождать наши земли, или же просто так, или же просто уходить в подполье. Вот рассказывая вот это все, в целом, когда вы все это рассказывали, все озвучивали, вспомнился один диалог из книги Абузара Айдамирова. Книга называется на чеченском «Лямнашка пресс», что переводит «Гроза в горах». Там есть диалог между двумя героями этой книги. Там один из героев говорит, что если не победит власть захватчиков, то у нас ничего не получится. Типа, нас мало, и мы отсталые по сравнению с другими государствами. И даже большие страны вот не справляются именно с царской Россией, пытаясь вот сразить вот этих захватчиков. И собеседник вот этого героя засомневался в нем. Ему показалось, что слова звучат как пораженческие, и он спрашивает у него: неужели ты считаешь, что наша борьба бесполезна? На что он отвечает, что бороться надо до конца, что нельзя останавливаться, нельзя отступать. Но вот самое важное вот из этого диалога, он говорит, что мы сможем добиться именно истинной полной свободы совместными усилиями. Только одного народа добиться невозможно. То есть именно если восстанут чеченцы отдельно, то истинной свободы добиться невозможно. И он добавляет, что необходимо объединение всех народов Кавказа, чтобы выступить единым фронтом. Вот это, да, это может сказаться диалогом из какого-то романа, но современники передают то, что сами вот именно писатели в особенности передают то, что актуально в их время, то, что они переживают и видят. И вот этот краткий диалог показывает, насколько актуально объединение народов Кавказа и во все времена. И как уже говорил Муслим, история вот полна попыток создавать нечто общее. И вот наши предки всегда стремились и видели нас едиными, и к этому стремлению возвращались и многие поколения вот, за последние столетия. А что касается нас лично, то, конечно, ситуация тревожная. И у нас, и о нашем времени и остается вот вопрос для нас всех, что мы должны после каждой, думаю, подобной беседы, мы должны быть самими собой искренними и задавать себе вопрос, является ли вот наши подобные собрания это просто разговоры или разговоры о правильном и хорошем, или же за этими словами следуют реальные практические шаги, или же предложения, или планы, или же мы постепенно к чему-то идем. И вот оставляя этот вопрос открытым для нас всех, думаю, на этом я завершу. Если я начну высказывать свои вот истинные мысли, то, думаю, перед нами может возникнуть крайне печальная картина. Поэтому благодарю всех и завершу на этом. Баракаллаху фик. Баракаллаху фик. Як, Ансар. Иншаллах, на открытый твой вопрос я от себя отвечу, что би'изниля та'аля, Аллах Субхану та'аля по своей милости окажет нам помощь в том, чтобы объединиться. И я, Аллах, искренен в том,
в том своем желании, дабы стать частью общего, единого исламского Кавказа. И пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас одними из первых, из числа тех, кто этот путь начал. Абдулла, иди. Вопрос. Ты помнишь вопрос? Если нет, я, иншаллах, зачитаю тебе. Ассаламу алейкум рахматуллах. Если не трудно, Абу Саад, вопрос зачитай. Иншаллах. Ва алейкум ассалам ва баракатух. В бытность вашего нахождения среди муджахидов Кавказа, как вы охарактеризовали бы ваше единство? Бисмилля, алхамдулилlah. Участвовал я в этом сопротивлении, если так назвать его, еще когда до объявления Марата, когда была Чеченская республика Ичкерия, я видел муджахидов, которые шахидами стали, и когда была Ичкерия, я видел муджахидов шахидами, которые стали при Эмирате. Насчет Усман Рахимуллах объявил Эмират, мы все помним, и в интернете это есть, и видео, и документально, письменно есть, где все из всех республик, вилаят их назвали, сделали присягу амиру Доки. Одни из первых это был ингушский джамат, который сделал баят Доки Абу Усман. И Ингушетия, Чечня, они рядом. И Доку многие воочию видели, муджахиды из Алайчи. Например, в Дагестане, это чуть подальше, и были много, не то что муджахиды, много амиров, которые в глаза не видели Доку. Но они ему присягнули, полюбили его ради Аллаха. Почему это было? Потому что Дока был искренний с Аллахом, и Аллах был искренним с ним, и он был муахидом, самое главное. И любовь братьев, например, я возьму с Дагестана, потому что чуть подальше Дагестана, есть, я иншаллах закину тоже на канал, это, где Сайфулла Абдулленский отправляет аудиописьмо Доки Абу Усману. В этих словах понятно будет, какая любовь между ними. Только ради Аллаха, может быть. Сайфулла Абдулленский, по-моему, даже никогда в жизни не видел Доку. Но он ему подчинился, присягнул. И также все амиры в Дагестане, муджахиды, подчинялись Доки Абу Усману. Один амир был. Насчет объединения, на чем он объединяется? Любой ответит. Коран и Сунна. Тамам. Коран и Сунна. Аллах нам сказал, Субхану Та'аля, смысловой перевод я скажу, Аллах не меняет положение людей до тех пор, пока они сами не изменятся. Например, любой брат. Есть братья, которые не помнят даже последний раз, когда этот Коран читали. Но если его спросить, он говорит Коран и Сунна. Есть много братьев, которые неправильно читают суру Фатиха. Если ты читаешь суру Фатиха неправильно, твой намаз недействителен. Это не я говорю. И нам надо измениться в лучшую сторону, чтобы Аллах поменял наше положение в лучшую сторону. Объединение. Это то, что мы сейчас делаем, объединение, поэтому мы начали, это хорошо. Тут есть историки, Муслим СС, Абдулла Шамиль, они меня, если что, подправят. Эти объединения были, всегда были. Например, возьмем с горских республик, когда Наджмуддин Гацинский возглавил его. И что было? Я не буду эту всю историю рассказывать. Это сопротивление его длилось максимум 9 месяцев.
его пленили и казнили. Ну, там много версий говорят, что его в море утопили, расстреляли. Это не важно, но, в общем, когда это объединение было, все республики Кавказа собирались, по-моему, 2 раза даже в Владикавказе. И почему они объединились? Почему они не поддержали, например, Наримуддина Гацинского? Потом, это уже другой вопрос. Еще параллельно был Эмират Кавказ, где был Узун Хаджи, которого в итоге отравили, убили. И этот Эмират продержался, по-моему, год. Ушел он. И наша история, новая история, Эмират Кавказ, только Абу Усман рахимуллах его объявил. И все муджахиды во всех вилаятах присягнули доке Абу Усману. Это было, если можно так сказать, великое объединение. Один амир, одно начало у всех. Вот. И, например, Ади, кто был первым? Сайфулла был, Анзор Астемиров. Потом, когда он шахидом стал, потом кто был? Сайфулла Губренский был. Они не чеченцы, не ингуши были. Вообще из других республик. Что их объединяло, опять же? Ислам, тавхид. Насчет этого братства, джамаати. Да, в любом джамаате, вон Ансар Нисват рассказывал, в любом джамаате бывают мелкие конфликты, и решаются они как. Опять же, среди нас должны быть толеб эльм, братья. Например, в комитете ингушской независимости должны быть толеб эльм, братья. Многие братья и красивые замечания делают, и грубые формы делают, раз говорят. Например, положение в ЛАИЧе, в Ингушетии. Например, ЦП. Все ЦПшники, кто работает на любые военные структуры Русни, все они первоступники, если они были, конечно, в исламе. И в этом нет никакого сомнения. Хороший муртад, плохой муртад, такого понятия нет. Есть такой муртад, который может тебе мало вреда несет для ислама. Есть, который грязный муртад, вообще целенаправленно, идейно работает против ислама. Больше никакой разницы между этими муртадами нету. Для нас они враги одинаковые. Кто продал религию, он продаст и все. В этом нет сомнений. Абу Саад, если я эту тему, наверное, в другую сторону ушел, если я ухожу, ты меня подправляй. В общем, Эмират Кавказ – последнее объединение. И ни в коем случае мусульманину нельзя быть фанатом. Недавно мы с братом один разговаривали, и мы часто об этом говорим, как Эмират строился, как вообще джихад начался на Кавказе, и как он ушел на ноль. Есть некоторые фанатики, можно сказать, которые говорят, вот именно вот это вот название должно быть дальше идти. Нет такого. Я сам был в Эмирате. Лучше, чем Эмират, был халифат. Лучше, чем всем это халифат, и все, что в мире это есть, был наш пророк, саллаллаху. Его не стало. Но дин ислам дальше продолжается, и мы должны дальше продолжать. И есть люди, которые говорят, вот, например, как этот брат мне привел, пример, он говорит, вот в машине мы едем, и эта машина сгорела. И я ему, например, говорю, давай пересядем в другую машину и едем дальше к цели, к нашей цели. Цель какая у нас? Довольство Аллаха. Нет, он говорит, вот эту машину под ремонт сделаем, покрасим, новые колеса поставим, сгоревшую машину, и поедем дальше. Вот это вот уже фанатизм. Надо оставить это дело и идти дальше. Работать дальше надо. И джамааты, например, как НИСО, другие,
правильные джаматы, которые хотят объединиться, хотят объединить весь Кавказ, работают над этим. И бывают те, которые порицают их и всякие палки суют колеса, как Абу Идрис Шамиль Рахимуллах сказал. Вот эта пословица есть такая на русском. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Абу Идрис там дополнил, говорит, он уже ошибся тем, что ничего не делает. Мы чем-то должны заниматься, не чем-то, я имею в виду, работать в правильном русле и придумывать. Велосипед же уже придуман, сделан, его не надо больше придумывать. И также важно для кавказской молодежи, я считаю, чтобы знали историю ислама, чтобы для чего это в первую очередь, чтобы не наступать на те же грабли. Например, когда был шейх ислам Ибн Таймия, когда напали на халифат монголы, тогда толпами выходили из ислама. Люди уходили, становились муртадами на сторону вот этих мушриков, монголов. Но эти же муртады же никогда же не говорили, что мы вышли из ислама, мы приняли их религию. Они не говорили. Шейх сказал, если вы меня увидите, на голове у меня Коран, разубейте меня, убейте меня, он сказал. Так о чем говорить об этих муртадов, которые нашей национальности, которые продались Русне, служат их армии. С ЦП мы, ЦП, не ЦП, все эти структуры, которые работают на куфарах русских, они все муртады. Это единогласное мнение. То, что кто на них работает, хороший муртад, плохой муртад. Кто это вообще придумал термин хороший муртад, плохой муртад? Вообще, кто это придумал? Нет такого. Он предал религию Аллаха, он предаст все остальное. На этом я закончу. Абусад, если есть вопрос дополнительный, что-то поговорим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Абусад, по заданному вопросу хотел добавить, если можно. Да, конечно. В целом, как уже братья сказали, необходимо знать историю. И особенно, когда речь заходит об объединении, многие относятся это как к привычному. То есть они слышали слово объединение 1000 раз, но конкретно действия не видели. А что касается именно быт муджахидов, и как среди них практиковалось объединение, как замечалось сказанному, хотел добавить, что необходимо понимать, что если даже не был объявлен какой-то общекавказский проект, трудный час объединения всегда наблюдалось именно помощи друг друга. К примеру, когда знакомые братья, не буду называть имена, знакомые братья жили в Карабулаке, я помню это время, то простой таксист их возил в Чечню, вывозил обратно, и он знал, чем они занимаются. Таксист ингуш. И он знал, чем они занимаются, кто они, и он каждый раз, когда он их возил и привозил, он подвергался сам риску. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому есть много партий среди нас, к примеру, есть и среди чеченцев, дагестанцев, ингушей. И когда возникает вопрос объединения, я думаю, что не надо думать об объединении этих партий в первую очередь. Надо думать об объединении простых людей, чтобы я не влез, именно, к примеру, если Кремль решит какую-то провокацию кинуть наподобие земельного вопроса или вопроса Валбериса, или же еще каких-то вопросов. Если Кремль достает эти карты, чтобы рассорить нас, эти исторические моменты достает каждый раз, когда видят какую-то угрозу с Кавказа, они достают именно эти карты раздора, и на этих картах начинают игру. И когда мы, простые люди,
объединены, мы не будем перехватывать вот их хитрость, их козни и среди наших народов распространять это. А наоборот, каждый раз, когда вот увидим вот подобную проблему, или же если твой друг или же сосед вот поддался этому, ты будешь наоборот ему объяснять, рассказывать. Именно для этого нужна история. Не только рассказывать, что наши предки, наши прапрадеды были такими-то, такими-то, а рассказывать именно современную историю. Историю последних 30 лет, можно сказать. Именно на этой истории приводить примеры. И я думаю, что достаточно вот именно примеров из современной истории. Достаточно опыта, достаточно хороших примеров нам оставили наши братья, которые ценой своей жизни пытались донести до нас и погибли на этом пути, пусть Аллах примет их. Вот это я хотел добавить. Баракаллаху фик. И, наверное, последний вопрос вам. И после этого вопроса, иншаллах, мы перейдем к интерактивной части эфира. Мы уже 4 часа сидим, я рассчитывал на 2 часа максимум. Иншаллах, будет это на пользу. Какое отношение было эмиров ваших джамаатов к братьям из других национальностей? Тамам, ансар. Бисмилля, алхамдулилlah. Я не видел никакой разницы. Наоборот, брат, который из другого вилаята был, например, у нас в гостях, например, перед нападением, перед операцией на Ингушетии, в нашей группе был брат из Дагестана. И как к нему относились, он наш гость, его надо беречь, его надо так, чтобы он вернулся максимально. Причины делали. Например, я часто бывал в Чечне. Чечня, Ингушетия, мне разницы не было, в принципе. Но там, как, например, джаматы, даже находясь на территории Алайчи, разные джаматы, 2 больших джамата было, например, в Алайчи, Талибан и Халифат. 2 старых больших джамата, Халифат и Талибан. Талибан в итоге потом, в 2003, по-моему, переименовали Хунафа. Я для чего говорю, что нас слушатели из Ингушетии тоже знали, что были такие 2 джамата. Про этих джамата я тоже потом расскажу. Когда я, например, бывал в Новчиче, например, мои родственники по матери все, они оттуда. Даже если они оттуда, я тогда диалектом на ингушском разговаривал. И как ко мне относились братья Новчиче, как будто к ним приехал какой-то дорогой большой гость. Хотя я был и возрастом младше них. Братство сильное было. И просто это случай описать, когда я там заболел, у меня температура была. До утра братья менялись и сидели, на мою голову ложили тряпку, мочили ее, чтобы жар спал. Вот так вот ко мне относились, например, братья из Новчичи. Не на Кавказе, а был я с братьями из Дагестана. С ними же немного времени провел я, но то же самое. Очень относились как к родному брату. Вот в этом не было вопроса. Он чеченец, он кабардинец или там это. Когда у муджахидов с правильной ответой в таких вопросов относиться к брату, к другому национальности, я думаю. Например, Гилая Хамзат, я видел, у него в джамаате разные люди были, национальности. И когда трофеи возьмет или он оружие раздает, он первый давал кому? Братьям, которые с других стран, и даже которые его родственники рядом. Их отделял он, от этого давал этим братьям, чтобы те не думали, там, своим дает или не дает.
И это было, и это еще когда было, да, и объединение было. В общем, война, джихад в Чечне для нас, в общем, на Кавказе много чего показал. Хороших, много примеров. За мной никто не сможет в этом и меня оспорить. Чеченские муджахиды, они всегда были в авангарде на Кавказе, насколько я знаю. И много, пусть Аллах возвысит их в степени шахида. Подаю барак Аллах фик и всем, кто остался жив, который до конца верны своему завету с Аллахом. В общем, мои мысли путаются у меня, много чего. Например, в горных секторах, если взять, как в Веденском районе, тяжести войны, ожесточенных боев, как в Веденском районе, нигде не было. Самое трудное место, горных местах, этот лесной массив, самое трудное было это место Ведено. Дай Аллах этим братьям, то есть Ведено, братьям, да вознаградить их Аллах, которые остались, вознаградить их в этой жизни и раем. Все, кто с шахидом стали, пусть Аллах их поселит рядом с нашим пророком. Все, алхамдулиллах. Абу Заид, вот после твоего вопроса, после ответа Абдуллаха, вот начал задуматься, и вот единственное, что могу сказать, что если к своим и человеку из своей национальности относился хорошо, то к другим относился вдвойне хорошо. Вот пытаюсь вспомнить конкретный пример, но никак не получается, потому что я думаю, что это настолько естественно было, что даже вопрос не возникал, а как же к этим относятся, к этим по-другому относятся. Такого вопроса даже не было. Настолько это естественно, что я конкретный пример даже вспомнить не могу. Баракаллаху фикум. Основная часть эфира закончилась, и мне братья пишут: закругляйся, уходи, закрывай. Ты гостям надоел. Как будто все это зависит от меня. Аллах, я бы слушал каждого из вас до утра, неделями напролет, потому что я очень сильно ценю любые те или иные, будь то интересные или неинтересные истории об этом рядах. Всегда относился к этому очень трепетно. Теперь я, иншаллах, скину на канал ссылку спикера, нажав которую вы можете зайти как спикеры или поднять руки. Мы включим микрофоны. Тем, кто хочет задать вопрос, если никто не хочет задавать вопросы, имеется в виду из учащихся слушателей, то, иншаллах, на этом сегодняшнее наше собрание мы закончим после того, как Абу Халид, иншаллах, сделает дуа для нас. Опять повторяюсь, если кто хочет задать вопрос какому-либо из участников, пускай заходит, я ссылку скину, или поднимает руку и задает вопрос. Кажется, люди устали в действительности. Абу Халид, бисмилля, сделай дуа, иншаллах, мы... я, походу, заснули, мне пишут. Нет, подождите, субханаллах, это же самое такое важное сообщение, которое в ходе эфира мне прислали на бот обратной связи.
ввиду последних Абутай, событий. мне тоже дай возможность последнее слово сказать перед тем, Да, как ты кончишь. да, конечно, Муслим. Я просто должен это сообщение зачитать, потому что это актуально ввиду последних событий. Пишет на бот обратной связи брат. Ассаляму алейкум. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. Хочу, говорит, передать пламенный привет Хамхоеву Адаму из ЦП РИ. Жду не дождусь ним встречи в этом мире или в следующий, в судный день. Адам, нас с тобой развела судьба, но мысли мои всегда с тобой. Сегодня, в последний час пятничной молитвы, я просил Аллаха Субхану Тааля воздать тебе моими руками. И я уверен, что Аллах ответил на мою дуа. Желаю тебе скопытиться с тяжелейшими муками. И, иншаллах, я каждый день прошу об этом, называя ваши имена. Баков Владислав. Надеюсь, ты следующий. Баракаллаху фик, брату, который прислал это на бот обратной связи. Аллахума амин на твою дуа. Муслим, я так как представил тебя как историка, как кавказоведа, не стал в последней части нагружать тебя. Я знаю, что ты участник 2 событий в Чечне, и я бы мог точно так же направить эти вопросы, последний вопрос, важный вопрос, на мой взгляд, и тебе, в том числе, но я как-то не хотел тебя сильно нагружать. Абусай, Скажи, брат. я по теме эфира хотел бы снова перед завершением как бы оставить, может быть, открытым для дальнейших эфиров или обсуждения, или дальнейшее какое-нибудь направление в этом, чтобы у нас было. Я снова хочу здесь сказать про последние 5 проектов, современниками которых мы являемся. И бегло пройдусь снова по этим. Я, как сказал, там 6 лет можно брать за основу. Первое, как бы, современности, которой мы являемся современниками. Есть проблема, я просто замечаю много раз, что те, которые молодые, они упускают те проекты, которые были, например, до 2007 года. Или они их просто не воспринимают, потому что не знают или не участвовали в них. И вот эта проблема есть. Поэтому я сейчас повторяю, что первый такой проект с начала разрушения этого Советского Союза, этой империи, в 1989 году запускается попытка создать вот это Кавказское государство. Это с 1989 про 1994 год продлится. Это была конфедерация, это разные народы Кавказа были, собирались, объединялись, и это сотни и тысячи людей были. И это происходило там, на земле нашей. Как бы это реально участвовали сотни тысяч людей. Создавалась армия конфедерации, которая в 1992 году уже участвовала и в Абхазии. Это как бы первый такой проект был, который закончился в 1994 году. Ну, неудачно, можно сказать. И я вот Ансар, то, что статью написал, я там комментарий оставлял. У Ансара была статья именно касательно уже пройденного этапа и анализа ошибок. Поэтому я считаю, что вот эти 5 проектов, они должны быть изучены, сделать из них выводы. Например, в чем была проблема вот этой первой попытки современности, это как конфедерации. Потом вторая попытка, это Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, ну как имамат попытка, да, Дагестана и Ичкерия. Но участвовали в этом и другие кавказцы, это не было как бы сугубо. Просто акцент делался именно вот попытка сделать как имамат, восстановить это. Это получается второй проект, как я сказал, где-то с августа 1997 года. Начало можно сделать. И там есть свои проблемы, да. Эти первые 2 проекта, если не считать Абхазию, как войну, там конфедерация, там кавказцы воюют за свободу Кавказа. Второй проект, он начинался, как я сказал, как политический, информационный, просветительный, но быстро перерос в военный. И тогда, например, вот то, что ты здесь вопросы задаешь,
вот это вот объединение Кавказа для нас оно тогда было. Просто тогда была вот такая ситуация, что свободная была территория Чечни. Да, в Дагестане, в Карамахе и Чабанмахе оставались, но, как мы знаем, Багаудин, они переселились, дагестанские братья переселились на территорию Чечни. Точно так же с Ингушетии переселялись, с Кабардино-Балкарии, карачаевцы переселялись. То есть тогда для нас как бы в Чечне было объединение кавказцев, потому что все кавказские народы, нагайцы, карачаевцы, балкарцы, кабардинцы, ингуши и дагестанцы, все там были. И объединение было, вот этот был международный миротворческий батальон, и как Амир Шамиль Басаев. И вот этот второй проект, поход в Дагестан, тоже есть свои минусы, как бы. И мы знаем, что было разное мнение тогда. Какие-то джаматы, чеченские джаматы, я имею в виду, не поддерживали. И точно так же Карамахи, Чабанмахи джаматы не поддерживали Ботлехскую операцию. Да? Изначально считая, что еще не все подготовлено, или мы к этому не готовы. То есть неудачный проект, можно сказать. Но вооруженным путем он пытались его сделать. Я как бы считаю, что к 2002 году, если с 1997 года по 2002 год, когда вот консолидация, снова объединение вот этого Меджлис Шуры, которая была тогда еще создана, можно сказать, в 1998 году, и как бы в лице лидера, как Чеченской республики, Масхадова, происходит в 2002 году. Второй проект закончился. Третий проект я как бы отчитываю с 2002 года по 2007 год. И я об этом здесь тоже уже говорил, что вот это то же самое объединение было. И Кавказский фронт был создан, и сектора были созданы. Просто получалось так, что те джамааты, которые были в подчинении у Хатаба там на территории Чечни, они постепенно переносили фронт, военные действия на территории разных республик. И, естественно, вставал вопрос вообще о общем кавказском каком-то государстве, что освобождение всего Кавказа. Поэтому получается уже четвертый проект, как Имарат Кавказ. С 2007 года тоже эти 6 лет можем применить, до 2013, я говорю. Не только потому, что доктор Абу Усман шахидом становится в 2013 году, но вот эта сирийская война, она начала, конец 2013 года, уже и Абдулла может подтвердить, колоссальное влияние на кавказское сопротивление начали оказывать. Почему? Потому что это начало перерастать что-то в другое. И мы знаем, что, грубо говоря, с осени 2013 года по 2019 год это уже, получается, пятый проект был. Он был как бы такой не сугубо кавказца, но мы видим пятый вариант объединения кавказцев. И этот пятый проект, получается, заканчивается, как бы я это отмечаю, как на Багузе 2019 год. 5 лет закончились. Я считаю, что вот эти 5 проектов, они должны быть проанализированы, сделаны выводы из них. Не только внешние факторы, как бы враги, там, соотношение вражеских сил, там, где и как что было с внешним врагом, но и внутренние, какие были сделаны ошибки, что было неправильно, или что, например, не получилось и следует сделать по-другому, с учетом того, что мы уже прошли. Почему я это говорю? Потому что вот эти 5 проектов, это вот мы современники этого. И мы сейчас современники, получается, хотим и 6-й проект сделать. Это нужно и для нас самих, как анализ вот этого пройденного пути 5 проектов. И это нужно для тех народов на Кавказе, которым мы это и предлагаем. И есть проблема, когда мы говорим народы, у людей как-то хорошо это реагирует. Но можно по-другому говорить. Это мусульмане Кавказа. Вот так можно говорить, да? Мусульманам Кавказа надо донести, объяснить, в чем была проблема этих 5 проектов, например, или где какие были сделаны ошибки, что мы это понимаем, что мы это проанализировали, что мы из этого сделали выводы, и несмотря ни на что борьба должна дальше продолжаться, поэтому предложение как 6-го проекта, какого-то как 6-й этот проект будет. Надо понимать, что вот эти 30 лет мы понесли колоссальные потери.
как погибшие братья, как братья, которые в плен попали, как братья, которые получили ранения, инвалидами. Это чьи-то сыновья, чьи-то отцы, чьи-то братья. То есть физические потери мы понесли вот эти 30 лет. И получается, мы выходим из того, что осталось, или из того поколения, которое новое как бы сформировалось, и надо снова, чтобы люди доверяли, верили, что 6-й проект будет с учетом всех вот этих пройденных 5 проектов. Поэтому я считаю, что вот эта работа, она должна вестись, должны делаться разборы, и как здесь отмечали, что это должны делать компетентные люди. Я поддерживаю то, что здесь говорил Абакаров, что надо договориться. Это как бы в идеале, конечно, как он говорит, что вот это должно было бы определено, кто в каких вопросах должен говорить, кто не должен говорить, компетентность, чтобы была определена. И мне это кажется очень важным и в русле того, что говорил Ансар, говоря о разных проектах, там, федерации и так далее, что для нас эти вопросы актуальны. Вот как мы будем идти к этому кавказскому государству, что должны проходить через какие-то этапы. И это мы видим даже на последних вот этих 5 проектах за эти 30 лет. Вот это я хотел сказать. Все. Баракаллаху фик. Нам поступили, по крайней мере, вопросы, несколько вопросов. Пишут, не выключайте, очень интересно слушать. Какие настроения у народа есть? Какие настроения у народа? Есть ли результат в нашей пропаганде? Брат, пропаганда, мы не ведем пропаганду в привычном понимании этого слова, термина. Мы ведем активную борьбу и призываем людей к истине, если угодно. В общем, какие настроения у народа, есть ли результаты в нашей пропаганде? Пишет человек. Абу Саад пропаганду вел, по-моему, де Голль его звали, Вторая мировая, из Англии для Франции. Он, наверное, имеет в виду, вот результат нашей работы, информационной, наверное, да. Я думаю, Скорее всего, результаты да. есть. Да, я думаю, результаты есть. Вообще уверен, что как бы результаты есть. И когда обратную связь имеешь, я в основном, когда, в основном в Чечне связываются братья, вообще спрашиваю, какого как бы ситуация, как вы думаете. Они говорят, почти все, альхамдулилля, знают про НИСУ, слушают. И многие, сами даже признаются, что посредством работы братьев, студентов, многие, альхамдулилля, которые не понимали вопрос вероотступничества, войти в ряды российской армии, что человек уходит из религии, да, вот такие вопросы до многих дошли, мы знаем. И, альхамдулилля, очень хорошие результаты есть. По Чечне это точно, мы знаем. Я думаю, и в других республиках тоже положительные моменты есть, но я думаю, всем нам нужно усилить эту работу, информационное направление, продвигать на всех площадках, да, где мы можем, Телеграм, Инстаграм, где люди бывают. И, альхамдулилля, хорошие результаты. За последние, если даже 2 года брать, очень хорошие результаты. По Чечне точно есть. Там у него дописан этот вопрос, просто он что имеет в виду, если ты зачитаешь Абу Саад, он там говорит, может, пора нам говорить о важности джихада, вижу только этот метод поднять народ, а вы какой метод видите? Вопрос Абу Халида. Мне кажется, что вот как раз Абу Халид тоже ему развернуто ответит, я надеюсь, вообще, что такое джихад, что он в себя включает. Для этого брата как раз я здесь на это делал акцент, что вооруженная борьба, она давно начата. Еще 25-30 лет назад эта борьба начата. И
Я сейчас перечислил как минимум 4 уже проекта, да, оставим как бы конфедерацию до 94 года, да. Но остальное все именно на религиозной платформе, именно исламское государство, шариатское государство. Эти 4 проекта уже были, то есть это уже давно идет. Здесь вопрос не то, что начинать, это давно начато. Как бы люди через это уже прошли, через разные 4 этапа. Здесь надо уже размышлять, почему у нас в этих этапах что и как не получилось, или почему получилось так, как получилось, и как надо сделать лучше. Поэтому джихад давно начался, он и не останавливался. Абу Халид, надеюсь, ему ответит, он как бы Абу Халиду его адресует. Прежде чем Абу Халид ответит, это был второй его вопрос. Прежде чем перейти к этому вопросу, я бы тоже хотел добавить к тому, что сказал Абу Заид. Где-то с год назад я познакомился с одним довольно-таки старым человеком, чеченцем. Он пересекал границу, где я живу. В общем, мне довелось с ним познакомиться, встретиться. Было несколько этих старых людей. Были среди них женщины и старики, то есть мужчины и женщины. С одним из них у меня очень такой душевный разговор завязался, так как мы, в общем, он живет недалеко от того места, где я вырос. Вот. И в ходе этого разговора у нас завязался диалог по поводу канала НИСО. И, по-моему, Абу Заид, я тебе тогда еще голосовые сообщения присылал, если ты вспомнишь. И вот этот старый человек описывая картину, которая происходит. А я, чтобы понимание было, довольно-таки давно не находился на Кавказе, то есть довольно давно выехал из Кавказа. И, в общем, этот старый человек мне говорит, что, описывая ситуацию и вот эту жесткую тиранию, которую устроили кадыровцы над народом чеченским, он говорит, у нас есть, говорит, кодовые слова, говорит, то есть у этих старых людей есть кодовые слова, по которым они обозначают там канал НИСО, канал того же Халидова, того же Тумсо и так далее. И, говорит, у нас есть вот эти вот кодовые слова, когда мы просим, то есть зайти, подписаться, вот это, чтобы постоянно у нас это высвечивалось, у нас этой возможности, говорит, нету. И, говорит, так как мы еще с технологиями не на «ты», мы, говорит, младшее поколение, то есть доверенное младшее поколение, будь то сын или там дочь, и, говорит, просим включить нам вот условное такое название для НИСО. Включите мне человека с красной футболкой. Вот условно такое название у них есть. То есть это старые люди. Это не один человек, говорит, это несколько человек так делают, по крайней мере. Он так рассказывает и говорит, мы вот так вот включаем и слушаем, говорит. И чтобы понимание было, человек исконно, то есть следователь тарихата, такого жесткого тарихата. Но при этом бытует же мнение, что НИСО, мы, другие джаматы, они поносят людей, которые следуют тарихатам. То есть у этих людей, и мы понимаем, я знаю, что как тяжело переубедить старого человека в той или иной убежденности, особенно касательно акиды или какого-то манхаджа. То есть такие результаты, альхамдулилля, они есть. И хвала Аллаху, и спасибо братьям, которые не отходят от этой своей стези. Так, второй вопрос был от того же пользователя. Может, пора нам говорить о важности джихада? Вижу, только этим методом мы можем поднять народ. А вы как думаете? А вы какой метод видите? Вопрос брату Абу Халиду. Абу Халид, бисмилlah. Баракаллаху. Важность джихада, я думаю, все, кто нас слушает, слышали от нас важность джихада, и все секции уроков были проведены насчет этого. И того, что касается джихада. Но некоторые люди понимают под джихадом, то есть такое узкое понимание у него бывает насчет этого джихада.
что подразумевается под этим словом. И мы должны понимать, что под этим словом пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе, который приводится в Муаттае от имама Малика, говорит, разъясняя, что от нас требуется, то есть как мы должны усердствовать на пути Всевышнего Аллаха. Он говорит: «Джахидуль куфара би амваликум анфусикум альсинатикум», то есть делайте джихад, если это перевести на русский, или же как бы ведите борьбу с неверными своими телами, своими имуществами и своими языками. То есть все три вида джихада в этом одном хадисе собрано. Но эти же три вида джихада Всевышний Аллах в Коране тоже в разных местах упоминает. То есть в основном упоминаются два вида вместе. Это телом и средствами, то есть имуществом. И во всех аятах, то есть во всех 12 аятах, где приводится джихад имуществом и телами или душами, имущество становится, то есть упоминается до душ. Единственное, кроме одного аята, там душ упоминается до имущества. И это говорит о важности ведения этой борьбы. То есть мы понимаем, что если одного из этих видов не будет и другого. И на примере пророка, алейхиссалату вассалям, мы видим, что он именно вел все эти виды джихада вместе. То есть, например, в начале, то есть именно после формирования государства, в первых газаватах или в первых отправлениях конниц и так далее, пророк, алейхиссалату вассалям, призывал всех сподвижников, чтобы они жертвовали своим имуществом. То есть без этого они не могли собрать войско, не могли сконцентрироваться на борьбе, и без имущества борьбы не может быть. И люди не узнают про эту борьбу, что надо бороться, если не будет сопровождения знаний, да, или же ученые не будут им разъяснять, как они узнают, что надо делать джихад в основе. И поэтому такое узкое понимание, оно обычно это бывает у молодежи, да, что вот все надо делать джихад, короче, вы там болтаете, сидите там от этой болтовни или же от этой интернет-войны никакой пользы нет и так далее. И разъяснять, да, мы за то, что должны разъяснять джихад, его предпочтения, его важность и так далее. То есть имеется в виду джихад душами. Но мы не должны забывать, что наше положение, в каком положении мы находимся, то есть наше состояние именно, то есть именно чувствовать народ, да, в каком он состоянии, будет ли он, хорошо ты говоришь про джихад, то есть будет ли народ за тобой следовать, кто ты такой, то есть люди должны знать, за кем они следуют, за что они должны умирать и так далее. Поэтому это все надо разъяснять, с народом надо работать. То есть даже ученый, вот шейх Абдуллах Улейфи говорит это тоже, то есть он говорит, что я изучал, он написал книгу, мы вместе проходили ее, то есть он написал книгу про государство, да, строение государства, исламского государства, причины установления, причина удержания и причина разрушения. Он вот эти три аспекта там упоминает в этой книге, и в конце он упоминает все, что он видел от этих современных джамаатов, ошибки и так далее, да. То есть именно что послужило разрушению этих джамаатов. То есть начиная он там с 70-х годов, имеется в виду современных, вот как брат Муслим говорил, он как такой разбор делает, мини-разбор делает вот этих джамаатов и так далее. И он упоминает, что очень важным аспектом именно введения современного джихада, или же в общем, да, джихада, является поддержка народа. Если народ не поддерживает, человек, то есть люди, они вот этот джамаат или вот это движение, оно как бы с течением времени оно теряет свою силу, оно теряет поддержку и, соответственно, оно исчезает. И это то, что мы увидели даже от таких больших движений, да, которые могли себя провозгласить государством или же имаратом, или халифатом и так далее. То есть когда именно народ перестает поддерживать вот это движение, начинается обратный процесс идти. Поэтому мы не должны пренебрегать этим
этим, то есть это целая совокупность. Джихад — это не понимание, что ты вышел, ударил кого-то ножом и все, ушел с этого мира. То есть это не есть понимание, истинное понимание джихада. То есть это одна какая-то доля, но ее тоже, то есть именно джихад надо сопровождать и языком, надо сопровождать и финансированием, надо сопровождать и людьми и так далее. То есть все это совокупность, да, этого большого понимания. Если такое понимание у нас не будет, то есть каждый молодой человек, который хочет отдать свою жизнь на пути Всевышнего Аллаха, он будет выходить кого-то там, не знаю, какого-то ППСника или ДПСника, который у них там тысячами, будет там, не знаю, ножом ударил, все, его убили. То это большая потеря для общества, для мусульман. То есть это большая потеря, что этот человек вышел, и, например, мы его потеряли в такой работе, да, как бы. И поэтому вот это надо централизовывать, это надо управлять. И если мы не будем направлять вот эту силу в правильное русло, оно не превращается во что-либо, или что-то большое, да, не превращается. Поэтому понимание джихада это не просто выйти и умереть, а именно совокупность этой большой работы, которую пророк, алейхиссалату вассалям, сам и лично проделал. Аллаху алям. Баракаллаху фик. Второй вопрос из того же чата. Так, когда пишут, опускается вот это вот. Так. Вот, нашел. Я не знаю, кому адресован этот вопрос, но я его зачитаю. В свете последних событий мы видим, как кафиры израильского правительства очень хорошо ведут войну против Хизбаллы, убивая точечно высокопоставленных чинов, как они говорят, обезглавливают змею. Как вам эта тактика? Как насчет точных убийств высокопоставленных муртадов, причем не путем глупого, бесполезного нападения на обум с помощью ножа, но умно используя яд или посылки с взрывчаткой или что-то подобное. Чего себе экстремист? Я не знаю, кому этот вопрос адресован, кто хочет отвечать. Спасибо. Я думаю, вообще не актуальный вопрос по сегодняшней теме. Вообще не относится к этой теме. Сейчас это как, знаете, как какой-то военный эксперт должен быть, чтобы вообще на такие вопросы как бы отвечать. И я вижу абсолютно необходимости как бы в этом нету. Сегодня, во-первых, у нас как бы таких ракет нету. Во-вторых, если люди появятся, кто способен на такие действия, их даже не нужно озвучивать в эфирах. Они будут действовать, как он говорит, это должно быть, да, там, из-под тишка, там, хитро все. Вот как раз-таки это не будет и хитро, и из-под тишка, если там, среди, там, не знаю, тысяч человек это обсуждать, но на самом деле ничего не делать. Если даже собираешься делать, такие вещи вообще в эфирах не обсуждаются, так как это не нужно большинству, так как на такое способны там, единицы или максимум десятки из народа. Дорогие братья, наверное, и сестры, надо нам уже завершать, я думаю. Спикеры уже уставшие, наверное. Абу Халид, Варандон, бисмилля, брат. Дуа сделай нам, и мы, иншаллах, завершим эфир. Я, Аллахи, баракаллаху фик, искренне благодарю всех братьев, которые пришли сегодня, сказали свое веское слово. И я знаю, что вы искренни на том, на чем вы говорите, и стоите на этом. Баракаллаху фик от лица джамаата Кин. Ваяк, ахи баракаллаху фикум, джазакумуллаху хайран. Тоже от себя хочу поблагодарить всех братьев, которые пришли. И надеюсь, иншаллах, это будет хорошим началом для нового объединения, которое Муслим упоминал. И надеемся на дела, чтобы наши эти собрания или же наши лозунги не заканчивались на словах,
а превращались именно в дела на земле, там, где мы находимся, или же на наших землях в дальнейшем. Пусть Аллах сделает эти наши маджлисы баракатными, чтобы мы проводили их в пользу себя и в пользу нашему обществу. Баракаллаху фикум. Еще раз джазакумуллаху хайран. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.